мое наставление и моя некая просьба заключается в том, чтобы, бисмилля, братья, особенно молодые ребята, не писали, не распространяли под его видео обращением разговоры, касающиеся его чести, достоинства. Потому что каждый мусульманин, если он мусульманин, э, пока не вышел из ислама, его честь и достоинство, они защищаются исламом, шариатом, и должны защищаться вами. Поэтому, бисмилля, братья, к вам просьба, хотя бы у нас подобные вещи об этом человеке не писать. Так, Абдулла, ты здесь? Ассаламу алейкум ва Ва я алейкум здесь. ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Ансар, Да, Узуса. ты тоже здесь. Мухаммада нету, да? Я его почему-то не вижу. Он чуть позже с опозданием зайдет, иншаллах. Хорошо, иншаллах, сегодня эфир будет. Один из братьев мне сделал насиха, сказал, вы делаете 2 через 2, сделайте 1 через 1 или 3 через 3, то есть нечетное число. Соблюдайте и в этом некое правило. Если, Ансар, ты не против, и Абдулла не против, мы, иншаллах, будем задавать вопросы из желающих, и вот эти вот письменные вопросы, которые мне прислали, 3 через 3, если вы не против, иншаллах. Как хочешь, иншаллах, проблем нет. Теперь, если я рук не вижу, мне приходится с телефона это зачитывать, рук я не буду видеть. Иншаллах, я зачитаю вопрос, Ансар. Вопросы давно присланы, поэтому я сначала 3 вопроса зачитаю, и, иншаллах, 3 вопроса будет заданы из числа тех, кто хочет задать сам вопрос. Первый вопрос. Ассаламу алейкум. Вы заявляете о какой-то независимости. Когда вас спрашивают, на что мы будем жить, вы отвечаете громогласно, громкими лозунгами. Вероятно, вы так давно не были в Ингушетии, что не понимаете, что у нас ничего нет, кроме пенсии и пособий. Некий вопрос утверждения. Ансар, бисмилля. Бисмилля, альхамдулилля, вассаляту вассаляму аля расулилля, ва аля алихи ва сахби аджмаин, амма ба'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Аллах, бешките, йога, мажлис Аллах. Алейкум ассалам. Подобных вопросов, в принципе, много было. Они приходили, и, соответственно, мы отвечали, что будет некая экономическая программа, которую мы выставим. Но людям все равно важно услышать некоторые вещи, насколько вообще Ингушетия способна, наша земля способна прокормить нас самих. Это не странно, это актуальный вопрос, конечно же, во все времена. Тезисно пройдусь по некоторым именно главным, основным аспектам, которые могут содержать нашу республику, и мы можем с помощью этих, скажем так, отраслей жить и процветать. В первую очередь, конечно же, я упомяну, это таможенный переход Верхний Ларс. Это исконная территория Ингушетии. Верхний Ларс должен принадлежать Ингушетии. И, к сожалению, данные от таможни Верхний Ларс, они закрыты. Их можно получить только по специальному запросу в Федеральную таможенную службу. Короче, это не для простых смертных. Но можно собрать и по крупицам информацию из открытых источников, провести некую калькуляцию. Этот вопрос многих интересует именно по поводу Верхнего Ларса. Скажу коротко. Пропускная способность на таможне Верхний Ларс на данный момент свыше 1300 машин. Именно большегрузов. Ну, то, что они официально выставили, сейчас мы говорим о официальных данных. Официально они говорят, что 1300, свыше 1300 грузовых машин проходят в сутки. И эти данные на середину 2023 года за 5 месяцев через Верхний Ларс прошло 7,8 миллионов тонн грузов. До конца этого года, 2023, этот объем превысил 15 миллионов тонн. Теперь, если мы берем среднюю ставку таможенной пошлины в РФ, которая составляет плюс-минус 2000 рублей за тонну груза, это типичный тариф для различных товаров в России, путем простой калькуляции мы берем 2000 рублей за тонну, перемножаем на 15 миллионов тонн и получаем, что годовой доход – это 30 миллиардов рублей. Это эквивалентно 353 миллиона долларов в год чисто налоговый, именно пошлина налоговая за прохождение товаров через Верхний Ларс. Напомним, что на данный момент Верхний Ларс, он и не до конца загружен, потому что как бы в рамках целой единой России есть и другие
Новороссийский порт, Дербент и так далее. То есть огромное количество других возможностей получать товары. Поэтому Ларс, он считается не и так сильно уже загруженным. Если он будет под контролем Ингушетии, Алайчи будущее независимый, соответственно, весь Кавказ будет независимый, то эта цифра может увеличиться. Теперь я напомню, кто не знает, что годовой бюджет Ингушетии на тот же 2023 год составил приблизительно 31,2 миллиарда рублей. Это около 346 миллионов долларов получается. И это валовый бюджет, чтобы вы понимали. Он отражает как доходы, так и расходы республики. То есть это не только доход. Вот эти 346 миллионов долларов – это не только доход годовой. Там полный валовый бюджет. Грубо говоря, это общий оборот денег. И из них чисто налогов, которые поступили в бюджет с Ингушетии, это у нас 9,2 миллиарда рублей. 102 миллиона долларов получается. Теперь перейдем к этой нашей пресловутой нефти, которой якобы у нас нет. Ингушетия располагает несколькими нефтяными месторождениями, основным из которых является и Малгобекская нефть, Малгобекское месторождение. И Карбулакская тоже у нас есть нефть, как мы знаем. Запасы нефти на этом месторождении оцениваются примерно 100 миллионов тонн. Максимальная мощность добычи нефти, в частности на месторождении Малгобек-Горская, исторически составляла около 500 тысяч тонн в год. Это было в Советском Союзе, как мы знаем, времена Советского Союза, когда месторождение активно разрабатывалось. Таким образом, если добывать по 500 тысяч тонн, то есть это реально имеется в виду в Советском Союзе так и добывалось, а в год, если мы будем по 500 тысяч тонн добывать, то запасы нефти только в одном месторождении закончатся через 200 лет. Теперь почитаем доходную часть в этой нефти в год. 500 тысяч тонн нефти при цене $70 за баррель примерно будут стоить 257 миллионов долларов США в год. Я не говорю, что мы эту нефть будем полностью продавать, что она нужна. Мы просто калькулируем то, что у нас есть на сегодняшний день. То есть нефть, которая у нас сегодня есть в одном месторождении, ее хватит на 200 лет, если мы ее будем добывать ежегодно по 500 тысяч тонн. И будем зарабатывать в год по 257 миллионов долларов. Что у нас есть еще, кроме этого? Через Ингушетию проходит несколько магистральных нефтепроводов, которые являются важной частью транспортной инфраструктуры всего региона. Это магистральный нефтепровод Баку-Новороссийск. Мало кто знает, что этот нефтепровод транспортирует нефть из Азербайджана через территорию России, включая Ингушетию, в порт Новороссийск на Черное море. Нефтепровод играет ключевую роль в экспортных поставках азербайджанской нефти на мировом рынке. То есть это стратегический нефтепровод, именно азербайджанский. Дальше есть еще магистральный нефтепровод Грозный-Тихорецк. Этот нефтепровод тоже является важным, но он внутренний. Конкретных данных о доходах от этих магистральных нефтепроводов в открытом доступе нет. Конкретно проходящих через Ингушетию, у них там другая калькуляция, но в целом вот то, что мы имеем в открытых источниках, если мы посмотрим, исходя и из других цен, например, нефтепровод Баку-Новороссийск имеет пропускную способность около 5 миллионов тонн в год. Тарифы на транзит нефти по трубопроводу составляют примерно $5 за тонну. Если мы перемножим эти показатели, мы получим 180 миллионов долларов в год чисто за один транзитный нефтепровод. И это еще не все. Помимо всего прочего, в Ингушетии есть газовые месторождения, а также магистральные газопроводы. Кроме того, имеются важнейшие железнодорожные и транспортные магистрали. Перечислять, я думаю, смысла нету, это все. Но вот то, что я перечислил просто, если мы суммируем, если КПП Верхний Ларс 353 миллиона долларов в год, доходы от нефти 257 миллионов долларов в год, доходы от транзита нефти тоже в том числе 180, грубо говоря, 180 миллионов долларов, плюс налоги 102 миллиона, которые мы собираем. Если это все перемножить, получается почти 900 миллионов долларов. Это примерно бюджет одной из богатых стран, допустим, Султанат Бруней. Кстати, у Султаната Бруней примерно схожее население, 500 000 с Ингушетией на сегодняшний день. И она считается очень богатой и процветающей страной. Теперь о чем я говорю? То, что я сейчас перечислил, это основные аспекты, которые у нас сегодня есть на руках, но мы ими не владеем. Если кто не знает, 900 миллионов долларов в год бюджет – это очень приличный бюджет. Это огромные деньги. Если мы сегодня имеем годовой бюджет Ингушетии, как мы знаем, у нас 31,2 миллиарда рублей, это 346 миллионов долларов, и это не прибыль, то у нас здесь получается 900 миллионов долларов чистой прибыли.
если это все правильно заработает. Теперь о чем мы говорим? Когда я до этого здесь перечислял, что главная ценность – это не недры, это народ, главная ценность. Потому что если нет способного народа, который может взять свою судьбу в руки и управлять этими богатствами, это ничего не стоит. Этого ничего не достанется нам и не достается, как мы знаем, как мы живем. Мы живем в богатейшем крае, которым мы сами не владеем. Не владеем мы почему? Потому что так получилось, что мы оказались географически очень хорошем месте, которое Аллах нам даровал, нашу землю, и рядом с очень коварным врагом. Одним из худших, наверное, если не самый худший враг, который только мог бы быть у нас. И еще раз повторюсь, эти цифры сейчас, то, что я перечислил, это не какая-то реклама, или я не хотел это все перечислять, хотел просто выставить, чтобы люди почитали. Но раз люди хотят услышать, эти цифры есть, они существуют, эти деньги есть, их огромное количество. Я здесь не перечислил пресную воду, которой у нас избытки, альхамдулилля, пресная вода, огромное количество государств страдают от нехватки пресной воды. Потом уже источники минеральных вод, водопады, реки, которые у нас есть, на которых можно гидроэлектростанции строить, полезные ископаемые, которые у нас есть в горах. То есть это богатейший край. Вопрос в том, что сможем ли мы стать халифами на этой земле, как Аллах нас описывает в Коране. Сможем мы или нет? Вот в чем вопрос. Джазакумуллаху хайран. Баракаллаху фик. Абдулла Мухаммада нету. У Абдуллы есть что добавить? В общем, на Кавказе, в частности, в Ингушетии, вся таблица Менделеева есть. Вот, все. Тогда зачитаю второй вопрос. Звучит он следующим образом. Правда ли, что Алихан Калиматов был патриотом и его убили осетины? Алихан Калиматов – это брат сегодняшнего президента, правильно я понимаю? Ну, не президента, а главы республики. Абдулла, Там нету Да. Это ответь. без подробностей. Калиматов, Просто Алихан он Калиматов. никак не может быть для мусульман, во-первых, героем, так как он был работником ФСБ. Абдулла, И там написано патриот. патриотом и никаким он не был. Почему он не был? Потому что он был, во-первых, офицером ФСБ, полковник, чтобы звание дослужить. Вы знаете, сколько надо ему потрудиться, попотеть, и сколько трупов надо мусульман положить, чтобы он дошел до такой цели. И я помню это время, когда он под лживыми лозунгами похищения ингушей, хочу там собрать какой-то батальон вместе, будем осетинам якобы мстить, собирал каких-то людей старых. Оперативный штаб муджахидов, которые работали над такими вещами, которые шпионами. Он хотел такой же этот сделать, как и в Чечне кадыровский, таких же муфтов собирал. И его план не осуществился, так как муджахиды его отстранили. Он не патриот был. Он был собака, верный пес Русни был. Вот и все. Баракаллаху фик. Саламу алейкум ва рахматуллах. Хотел бы по поводу этого Алихана Калиматова сказать. Я знаю двоих осетин, которые открыто признались и сказали, что Алихана убили осетины. У нас регламент, опять же, у вас будет возможность задать вопрос. Братья. Просто как раз понял, что ремарку Фатя, если, например, эти два же осетины, вся Осетия хором сказала, мы его убили, ты веришь этим? И еще добавлю, которого поймали, вот это Гоги, как его там, осетина, который там... Братья, валлахи, если вы не слушаете, что вам говорят, вы нарушаете этот низам, то я буду нарушать свое к вам почтение.
третий вопрос, и после этого вопроса, точнее, ответа на этот вопрос, вы можете задать 3 вопроса. 3 человека по вопросу из тех, кто хочет задать сам вопрос. Вопрос номер 3. Почему Ахмад Аздо ушел из КИН? Ансар, бисмилля. Бисмилля. Ну, Ахмад Аздо, он не ушел, мы его оградили от всей внутренней информации и вывели из Шуры почти год назад. Почему так вышло, мы, в принципе, описали на своем канале. И в этом направлении работают наши братья, которые за безопасность джамаата отвечают. Они смотрят, почему он это заявление сделал, кто ему это все прописал, потому что мы его знаем, этого старика Ахмада. И... Ансар, минутку. Абу Хамза, выключи свой микрофон. Да, тебя слышно, ты перебиваешь спикера. Ансар, продолжай, бисмилля. В общем, братья работают над тем, чтобы понять, кто это написал, кто его подначивал, чтобы он это сделал, зачем и кому это выгодно. Люди работают. А то касаемо того, что ушел он, не ушел, он давно из Шуры огражден, там, год назад уже как, и не получал информацию, в общем, о нашей деятельности. Так что пользы от него в плане информации, конечно же, нет для тех, кому она нужна была, наверное, но случилось так, как случилось. Теперь, бисмилля, вопросы из зала. Кто хотел задать Нет, вопрос? подожди, стой. Да, ты не ответил, да? Нет, я ответил, я имею в виду, что если по этой теме лучше мы пройдемся и закроем этот вопрос, зачем нам его растягивать? Если есть по этой теме еще вопросы, задай их, я на них отвечу. По этой теме есть несколько еще вопросов. Угу. Я коротко отвечу и... Все, да, зачитаю. Так, у меня просто долго грузится, интернета нету, не открывается. Вот. Второй вопрос по этой теме. Правда ли то, что Ансар и его родственники преследуют личные интересы, опираешься на Европу и Запад? Правда ли это? Бисмилля. Ну, отчасти это правда, конечно, отчасти в том, что я и мои родственники преследуют свои личные интересы. Личные интересы заключаются в возвышении слова Аллаха и, иншаллах, пройти этот путь до конца и уйти шахидами. Это наши личные интересы, которые совпадают с интересами, я думаю, многих мусульман и мужчин в Алгайче, если пожелает Аллах Свят Он Велик. Что касается поддержки Запада или там Востока, то я и джамаат, который вместе со мной, мы опираемся только на Всевышнего Аллаха и надеемся только на Него. Если есть доводы об обратном, пожалуйста, приведите их. Просто сказать что-то, что я на кого-то или мы на кого-то опираемся, это слова пустые. Приведите доводы и, иншаллах, поговорим. Тот, кто считает, что мы опираемся. Если мы говорим, там в записи он говорил, что на Зеленского, на сионистов и так далее, то есть братается с сионистами. Здесь все очень просто. Мы можем немножко назад вернуться. 7 октября, когда наши братья совершили акт возмездия против сионистов, у нас 7 октября вышло именно обращение в том, что мы поддерживаем своих братьев-палестинцев в их стремлении к свободе и независимости, изгнание оккупантов из своих земель, считаем Израиль оккупационным режимом, незаконным образованием. Также мы считаем виновником данного инцидента Израиль. Полностью вину возложили на Израиль за это. Это было 7 октября, в день нападения, так называемого, палестинцев на Израиль, так называемый. Это было то время, когда большинство людей набрали в рот воды, сидели, не знали, как реагировать на эту ситуацию, потому что были сообщения, что якобы изнасилованы женщины, убиты дети, отрезанные головы и так далее, и так далее. В этот момент мы сделали соответствующее обращение. После этого, когда уже сионисты начали свою ответную реакцию, тогда весь мир уже заговорил о том, что это убийство, это насилие,
ответ не превентивный, он не выборочный, он неправильный и так далее. Вот тогда, когда весь мир заговорил, что сделали мы? Мы связались с братьями, нашими представителями братьев-муджахидов, которые находятся в Стамбуле, и спросили их, что вам нужно, чем мы можем вам помочь. Соответственно, они сказали, что им нужна гуманитарная помощь, поддержка. Завести туда что-то возможности не было, как вы знаете, в первые дни, недели. Но они сказали, что у них есть склады, где они запаслись заранее, и мы можем из этих складов продать за нормальную цену продовольствие для того, чтобы раздали для их народа. То есть они заранее подготовились, зная, что эта акция будет, как я понял, Аллаху алям. И мы посовещались с братьями и $30 000 отправили, по 10 тысяч 3 раза, если я не ошибаюсь, сначала. Потом на 4-й раз с нами связались братья, которые живут в Европе. Они тоже не скрываются, если хотят, скажут, кто они. И сказали, что здесь в Европе тяжело собирать деньги для палестинцев. Спецслужбы могут их преследовать за это. Можем ли мы собрать на имя КИН деньги, а потом уже, чтобы вы их отправили в Палестину на наших братьев для гуманитарной помощи, именно конкретно одеяло, продовольствие и так далее. Я сказал, никаких проблем нет, иншаллах, вы соберите и отправим. Они собрали еще $10 000, по-моему, их тоже мы отправили туда. В итоге общая сумма помощи, если я не ошибаюсь, меня братья поправят, потому что деньги отправлял не я, 40 или 50 тысяч долларов мы посредством нас были отправлены в самые первые дни, когда никто не мог туда отправить помощь. Мы одни из первых, если не первые, которые смогли осуществить это. Это то, что касается именно действий, не просто слов. Когда все молчали, мы сказали свое слово веское. Когда весь мир начал говорить, мы своим делом показали. И третье, мы сделали заявление, когда Украина начала активно поддерживать Израиль, мы сделали свое заявление, что мы не согласны в этом вопросе с ними, и выразили свою ноту протеста, как говорится, в своем телеграм-канале. Все это там есть, по датам, все это там стоит, отрицать это невозможно и глупо. То есть я к чему рассказываю, мы это никогда здесь не озвучивали. Никогда этим не кичились и не говорили, что это очень хорошо мы сделали, мы такие молодцы и так далее. Мы это не говорили, пока на нас не возвели ложь. Это ложь. А ложь, конечно же, она обречена на погибель. И это все можно все проверить и посмотреть. Это что касается того, что насколько мы опираемся на кого-то или поддерживаем, или братаемся с кем-то. Мы занимаемся своим делом ради своего народа во имя Аллаха. Вот что мы делаем. Дальше какой там вопрос? Баракалафик. Дальше вопрос. Аздо говорит, что есть братья, которые могут подтвердить твою речь о том, что нужно использовать людей максимально, а потом избавляться от них. Что ты на это скажешь? Ну что тут сказать? Пускай эти люди, которых я использовал и кинул, по мнению Аздо, спросят меня по шариату, в чем их проблема. Или Аздо, их адвокат, почему он должен это озвучивать. Я не знаю даже, кто эти люди, честно сказать. Но если они есть, валлахи, я готов ответить. Если я кого-то использовал, валлахи, я готов ответить. Никаких проблем нет. Пускай эти люди мне это скажут. То есть эти братья, которые, по мнению Аздо, могут подтвердить тебе лично, ничего не говорили? Пускай они подтвердят это открыто. Если такое есть, если есть такое, и я не ответил за свои слова, где-то кого-то использовал, кинул, намеренно это сделал, валлахи, я готов ответить по строгости шариата, если такое есть. Ансар, здесь некая такая юридическая грамотность соблюдена, по мне. Почему? Потому что сказано людей использовать. Не мусульман, не там других, а именно людей. Возможно ли, что ты где-то сказал, что вот неких там муртадов, там, коллаборантов можно использовать по максимуму и потом избавляться от них? Нет, я такого не мог сказать. Я никогда такого не говорил. Ни отношений кафиров, ни отношений мусульман, потому что мусульмане строятся на договорах. Если есть договор, и мы его соблюдаем, не поступаем вероломно. Даже если предположить теоретически, что кто-то такой
мерзкий человек, что вот он говорит, надо всех использовать, их кидать. Ну, я не знаю, кем он должен быть, если он это открыто высказывает и так себя ведет. Что не дорожит, что ли, своей репутацией, или он настолько туп, что не может понять, что такое нельзя говорить, я не знаю. Как можно просто вот так вот сесть и сказать, надо использовать людей и кидать их? Я даже не знаю, как это, с чем это, как на это вообще реагировать даже. Баракаллах фик. И по Аздо, я просто собрал эти вопросы воедино. Последний, наверное, вопрос. Сейчас. Ага. Правда ли, что Ансар ответил отказом на предложение собрать 10 ученых, которые вынесут фетву, и если они скажут, что это нарушение шариата, что ты оставишь пост? Но опять же, кто эти люди, о которых он говорит, эти 10 ученых? Пусть назовет их имена. Пусть назовет имена этих ученых или хотя бы одного из них. И почему они сами не сделали и не сделают заявление, что меня звали на шариатский суд или что они, и я не пришел? Почему это все? Почему это он должен озвучивать? Где эти 10 мужей шариатских, которые вот сколько уже работа идет, почти 2 года, не могут никак высказать, что вот они меня звали, и я не пришел. Если они не могут открыто это заявить или выступить, никто из них не может, теоретически, если такое существует, может, я не знаю о них, пусть хотя бы анонимно выставят вопросы, которые имеют к нам. Мы их, иншаллах, передадим своему совету ученых, шуре шариатской кин, и они им ответят, если есть ответ на их вопрос. Если ответов нет, то пускай нас исправят, иншаллах, мы исправимся, уберем свои ошибки и с точки зрения шариата поправимся, никаких проблем нет. В чем проблема? А что касается, что я оставлю пост, валлахи, мне этот пост не нужен. Я и до этого прекрасно себя чувствовал. Кто-то живет в Стамбуле, знает, как я жил и чем занимался. Никакой нужды у меня в этом посту не было, альхамдулилля. Это, наоборот, ноша. Поэтому тот, кто считает себя настоящим лидером ингушским и достойным амиром, ахлян ва сахлян, добро пожаловать. Заберите от меня эту ношу. Готов быть просто рядовым, без всякой ответственности. Ну, а я считаю, что амир, отказавшийся от шариатского суда, согрешил больше, чем человек, который сделал таубу про себя и не выявил некое лицемерие джамаата. Аллаху та'аля алям. Я думаю, что это оглашение того, что ты якобы отказался, более достойно того, чтобы там какой-то человек оглашал свою таубу. Аллаху та'аля алям. Если, я же еще раз повторюсь, если меня кто-то звал на шариатский суд, и я туда не пришел, валлахи, никто меня не звал на шариатский суд, я понятия не имею, о чем он говорит, если речь идет о каком-то шариатском суде, который меня звали. И какие-то 10 ученых дали фатву, валлахи, такого нету. И если это есть, пожалуйста, пускай эти 10 ученых, кто-то из них один или кто-то другой выскажет, что было вот так, вот так, вот так, вот так. Если это есть, иншаллах, я отвечу на свои вопросы. Есть некоторые моменты, которые у меня были с другими братьями. Я не думаю, что эти братья как-то замешаны в этом, потому что у меня с ними, альхамдулилля, все нормально. Недавно с ними даже общался. Были какие-то моменты. Может быть, кто-то донес до нашего уважаемого старейшины, в кавычках, искаженную информацию, как бывает, слышу звон, не зная, где он. Вот так как-то до него что-то дошло, или кто ему написал этот текст, до него что-то дошло. И вот эти люди решили воспользоваться. Аллаху алям. Ансар, я это сказал к тому, что Ахмад же говорит, что его таубу аннулировал человек, алим, сказав ему о том, что он должен огласить и дать людям ясность в этом вопросе. Я считаю, что человек, который не пришел к шариатскому суду и тем более к решению шариатского суда, более достоин того, чтобы его вот так вот во всеуслышание огласили, что вот некий человек, представляющийся амиром целого джамаата. Нет, пусть Понимаешь, нет проблем. Пусть старик скажет, кто этот ученый, который ему сказал, вот так нужно сделать. Потому что я не верю, что такой ученый или студент существует. Почему? По одному простому принципу.
Любой шариатский знает, что нужно выслушивать две стороны конфликта. Нельзя выслушать одну сторону и сказать, да, сделай на него навет. Я пришел и говорю, вот Абу Саад, я считаю, что он вор, мошенник, убийца. И вот я с ним был раньше, теперь не хочу быть с ним. Он говорит, ну тогда тебе нужно записать видеообращение, где ты говоришь об этом. Какой из знающих людей такое скажет? Это возможно вообще? Любой знающий скажет, позови его на шариатский суд. Или скажет, свяжи меня с ним, я хочу задать эти вопросы ему, посмотреть, правда это или нет. И потом, после разбирательства, идут последующие процессы. Не бывает так, что в одностороннем порядке ему говорят, ты что угодно наговорил, и тебе говорят, ну хорошо тогда, сделай видеообращение. Что это такое? Я такого не слышал никогда. Тут имеется в виду, что хукм не выводится, слушая только лишь одну из сторон конфликта. Ну, естественно, если человек пришел к тебе и говорит, что вот этот человек убийца, насильник, я не знаю, кто угодно, ты говоришь, хорошо тогда, иди там, убей его, не выслушав вторую сторону. Пусть это будет настоящее убийство, и это будет репутационное убийство. Какая разница? Разницы нет. Не бывает же, что ты пришел к суде и говоришь, вот этот человек там у меня кровник. И судья говорит, вот этот, да, иди убей его. Так бывает разве? Ну, в маленьких мирах больших людей бывает, как ты видишь. Теперь вопросы по Ахмаду Азда закончились, по крайней мере, у меня. Братья, если у вас есть вопросы или пожелания, то бисмилля. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Говорит, ва алейкум ассалам рахматуллахи ва баракатух. Жили дел шида дол ажмал йылдыр ди Аллах ширия схолшан. Абдулла эгик дерс тахаттыр. Аллоги вахин эйгу шух Абдулла иги. Абдулла халк элр насчет этого калимата. С ним все понятно. До полковника дослушался звуч закона Ханузана. Кычарях фада так Абдулла. Патриот, я не буду применять это слово, но одежь дерн, линспоснаха, одежь ханчбонаха, фада, так, в службе Бога, бянаха, хамроете, хамнахати, в 2004 году, 21 на 22 при югормовцу, все говорили, жбуаться жден, из воткит алишор медиан, долгие юкабрыж, тоже малыш хам так, царя фадара, что интересуется, ну, يعني сам ходит тоже, или использовать обычай, или может ханнах будешь так. Говорит, ты поясни, о ком ты конкретно говоришь. Сабрдит, я шлахт сега хана сабрше, кайла одеш хамп, валикум салам ратогат, говорит, хвялри, хатр давялри, ответил. Сабрдил, самим-то, вот крит уже хоуш баханал гал, одял хоуш будешь, цунда, цацер жахай аз, вот критом доступе болш будешь. Абуч баш, понятно, где вара из болш барыш, что что это болбеш хана куа уцеп. Вот, ist mal Kajak, Abdullah. Например, же вежри барыш, поли, вежри бар, водеш барыш, так, исан барыш хадуку бар вежри, поли. Работает болбеш барыш, структуре болбеш бар. Например, хабар дейтер цар, шейбо местности, например, Карбулацкий или Малгабецкий, или сектор Эмири хабар дейтер, брат то фодиян. Так, вежереш, решение дала хайбал хавал чувал, тига дука пейт бабах. Ну, остальные пейт дука бабах, она вашу скетер, тигбалха азвар, она цена вашку читавал швац. Вашу стоп датсу, вежереш муджариш хоздас, вашу водеш буш. Иш сара ходас. مجاهد بركش إن شاء الله الله ديقل بوب تشتاقل خاش إذا دقة سلا جزاك الله خير الله رياسك شوية الله رياسك بسمو شنو وياك اللهم آمين. У кого-то еще есть вопрос? Икрам Нисо. Вопрос есть у тебя? Вежери бех мабахкуш. Ассаламу алейкум рахматуллах. Говорится, сданешь до вопроса, я раз дополнить ты валарса. Абдулла, مرتد بلغة بلغ بها نجبل جوجري تيجي شيء أبازنستش إن جماعة ودعتي يخكي رجل أبازنستش وبلناتش خد نغبقش إميرة بيعتي النغبريش أميرة بيعتي النغبريش
خيتاز عبد الله. Например, насчет байата, короче, каждый чувство. Долгиш, да, на хамдатик. تكون شو دوش ليل يستحق بالخا حس например إمارة تخلي حاجة بول بيش بر صعبش مجاهدو أميرو أخذن بغيتا برخيتا تعرجنا غاسيوس вопрос درس بول بي مجد سياخش عديش عشان قوات تقوش نو تيجي وديش نغ بروين ومجاهد شتا وديش نغبر أجا مجاهد بقش إن شاء الله أنا تيجي بول دعبال غيرش برش но Амиру Бог бы без аяш. Например, Саид Бурятский, Аллах, я его сдахал в чан. Ценца дакалха багвин Евкури, шиббат багейч тяхтвянас. Главный казначей Ингушетии вот дакалхар. Брат творос. Аллах, дякал болпуш. إذا دخل تعرف. عبد الله از بيعت دعين تخلج أميرو بريكاس حدن تخلج أميرو حوق زداني دن تخلج عباخي بلخوغي تك بلخو جوع مرتدي كيف وتجعه دي زج بلخ ببعه то есть شي задание волж вол муджахид мавис но если بيعت سود عين تغلط شاغاز از مرتد بلخ وخاخلج وتخنر برج باز بوترش سو انالوجي سينتيالي والغين سو بريداتلي واحد سو سيقم ديخ كار واحد قبول بموت تجاتش بلخ باز سيقما إيش خانة عيادلو حد نجدل سجرت سخان دول جدل جرت وقم الناقد الدياخ جويت كمال دجبل نخ بيت وتخ إيش باز بوترش حكم مرتد عطلو جديد يتسان صار أميرة بيعت عين تغلج не حاج مش تخوان каждый чуш от себя чина хамлил дишат от себя чин хамлил дишат вопрос дук фитака да я основной кварт сей мучает багой аз иншалла давугата гуз но гусада дазя цыныш даже неге тилио дишашна кат дезис балхус ветё кого муджаид хомуш коуца ниет мишто деги тахаш вен багуш мурта до тегестих у например у секторе был бы шويه амир о яри нахат трогать мобил же обязательно я джамаат дал диш да цибал хабохш повежери вы амири подчинение би от себя чин лилдиш да из уже شين قودقتن أنا شيء سماديتو قان والشيء ويتغن ير بريسبوبليك مخ واقعي تي واقعي يا دارك دنيا شريعة دعوة تدي نحدي قزبان فليش حج الله خوان حجوج وتشوغ تجوا إيشتها أخذوا ودنيا دعوة تدو شريعة دام دعت عشانه عندها تعرفش أهذا ديش ناخ غدوغش بيمرس حقيقة بناقة أنا عزلش تخرج إيشو ديش ناخ قاتش عادي بروستوس. Есть у кого еще вопрос? Если нету, я зачитаю следующий вопрос. Все, потом. Абу Абдул-Малик, сформулируй вопрос и задай в виде вопроса. Мы никогда не уходим, иншаллах. Абдулла, تيجي عادي ونقام يالدر شو دولتشر يواقسك وارير يخيخاسك وزعقاتشرت Элез, хозяин, ати тезра с тем вопрос, лишний вопрос, что дезу с вами учи. Из вахтага обсудить я доллар дай андвей иншаллах. أي مش أندوي أنصار مش أندوي. إزجاتر إرتشو واخجة حما ليل دات وي إن شاء الله إز واقع إستعنو قيست وجه إزمين. حلا شميل أنصار نظرة مسكي ريفولوسيون شخانتك عدوين شخاناي اشتغلغاش تيشا بوغ بها نعرش حقيقة تكريبستي ناخد عش بيت بها إيه غياك تعتيشا بوغ تنخن شخاناي تشميلو يوغريوخ قوتر عاجة وغلغا يوغريوخ دقة مدشة يوغريوخ ترجم دقة سوداش قميلة دقة مدشة يوغريوخ نقاش للدشة يوغريوخ مو عشوة وقاق بواتش دكبر عخوا بيغان دواتش أي مو وير ويجري مو سقوير حاجة أبو عبد المالك يتلوز تيم هذا يأخذ تيم تمام дальше задохли. В общем, вопрос. Валейкум салам. Я Абу Абдул Малик. Казик эмоционально звахсага воузж алден зани вал уйق иваладен зани воузж что улқшхану азбанси казиге эмоционально дуц Абу Абдул Малику. حتى زدوس داس في ليشن دربي أكورات نلعود في ألديزر أول والله جديد يزر ديش هني على شيء في دواتر في حطلة الدات الحمد لله في يتحن موتش كي قير ديجي أخير ديجي في حمد دات لبوي حما تن دا تخكا داشة عدل شوش دبي
делден сани. Цунда со проблем хит шварцу, иншалла. Абу Абдул-Малик, в своем желании ты не одинок, я тебе это скажу. Больше мне ничего не позволяется тут говорить. Голос. А, Такая же тема. Вала, я целую неделю добивался, чтобы не получилось. Ничего, не замыц, худове, хамдадаться. иншаллах. То ли еще будет. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Тарих везде твердит, что Россия вот-вот развалится, что крах неминуем. Но мы, находясь тут, в России, что-то это не замечаем. На что конкретно опирается Тариев в своих словах? Тарию, Мамад, Россия, юг, же. Я хадария, анджох плел. Галахе аз России юхги я хачхана сон уже 46 лет дант советский адал духачхана сахам дацер етом бацер е нахмецел лежлатер бацер цакай ца признаки лж ца эпидемия хан ковид хан сунхат сам дацер. Примерно Российской империи Юхачхана то же самое. Никогда не было никаких явных признаков того, что государство развалится. Никакого объявления. Так, завтра империя разваливается, все могут расходиться. Все, что происходит в России, это происходит мгновенно. И просто, например, сегодня даже смерть Путина может привести к тому, что все посыпется. Сначала посыпется фронт, потом посыпется экономика, потом те, кто были рядом с ним, начнут пытаться убежать из страны и так далее, и так далее. Поэтому Россия дошла до того состояния, что спикер Верхней Палаты Российского парламента, Сената, говорит, что в России не делают даже гвозди свои. Это до какого должна дойти разложение страна, чтобы там даже собственных гвоздей делать не могли? Если Россия, которая там рассказывала о второй армии мира, аналогов нет оружия, сегодня покупает северокорейские снаряды и ракеты, которые такого качества, что, по всей видимости, он ездил в Северную Корею, чтобы пригласить оттуда военспецов, чтобы те научили пользоваться этими снарядами, чтобы ты пушку не разорвало от такого снаряда, и чтобы он летел куда надо. Потому что это все... Они сейчас воюют вот этим старым советским металлоломом. Где эти танки «Армата», где их аналогов нет, там вот эти все корабли. У Украины нет никакого флота от слова совсем. Но она уже утопила 19 кораблей Черноморского флота. Она его полностью закрыла, он там где-то прячется от украинских дронов. Те, кто пытаются выйти в открытое море, их топят. Ну, а что вы еще хотите? Какие еще вам нужны признаки, что государство умирает? Государство, которое не способно делать гвозди, государство, которое прячет свой второй в мире, там, я не знаю, третий на планете флот в Крыму, ну, а как еще? То есть, живя там в России, вот я жил в Советском Союзе, я даже помню день, когда развалился Советский Союз. Я помню все эти 3 дня. Ничего не происходило. Мне было там 12-13 лет, мы катались на великах по улице Цахамдацер. Но я пришел домой, и мне сказали, что Советского Союза больше нет. Ни пионеров нет, ни октябрят нет, ничего нет. Поэтому не сомневайтесь, Гаской выполнят. Они за 1 век уже это сделали 2 раза. Сделают и 3-й раз. Та проблема, я что? Они не остановятся. Все, Суля, лучше. Баракаллах фик. Ансар, я думаю, что у тебя будет что добавить. Ну, то, что Мухаммад сказал, крах, он внезапно происходит. Именно поэтому он и называется крахом. Не будет так, что это как закат солнца, все будут наблюдать и говорить, вот смотри, сейчас рушится все. Резко бывает все. Это раз. Во-вторых, здесь вопрос даже психологии человека, потому что человек подвержен такому феномену, как власть, которая над ним, и он ее считает чем-то абстрактным, тем, что всемогущим, тем, что объемлет все, что это не может развалиться, эта система.
что человек – это и есть система, поэтому человек очень сильно подвержен такому понятию, как подчиняться системе. И здесь вопрос не в том, что их нет, этих предпосылок. Дело в том, что вы их не видите просто. Это перспектива, с которой вы смотрите, она не позволяет вам увидеть это. То, что я могу добавить. Баракаллах фик. Абдулла? Дополнил бы, если разрешите. Конечно. Братья-участники и не братья, враги, шпионы, которые здесь сидят, которые работают на эту страну. Готовьте лыжи, заранее готовьте, весной готовьте лыжи. Наши слова – это всего лишь слова. Сами проведите аналогию, проверьте людей, вот истории государств, которые развалились. Сравните причины развала некоторых империй и государств с причинами, которые происходят сегодня в России. Просто сами сделайте анализ. Потом вы поймете, что вам нужно делать самому лично для своей семьи. Еду подготовить. Кезик жур дабыл, кезик хачка адайыл. Дуа хатуади, дуади, схранить теждол. Схатуади, айыл сыскл, лят хайец хамд аюждол. Вах гуа, мецус гуатса. А мецл юагжлатыр, я развал юагжлатыр, уже, немного дальновидные люди, они уже это предугадали и начали готовиться. Сам добавить, дар. Ажил. Посмотрите, где сейчас все дети высших российских чиновников. Где те же дочки Путина, да? Если они раска, что сол тишиш борешь, Россия, хугиан, шейдизел, Россия ханбахт цар. Почему они отправляют лечиться, учиться, жить, получать гражданство всех своих детей? Даже шедик хаджачил дехах, Андропове, Хрущеве, даже Сталине, на Америке, да, яхаджер. Ца гасты хаким ват, у которого дети или внуки в России. Потому что они знают, что эта страна конечна. Почему они все свои деньги хранили на Западе, где их Запад всех благополучно ограбил? Если они так верили в будущее России. Сунул воздужваться, яца польские, яца немецкие политики, яца чешские, асунхац, американский политик, который не у себя дома покупает землю, покупает там дома, квартиры и так далее. Нету такого. Они у себя все это делают. Потому что они знают, что и завтра они там будут жить, и их дети, и их внуки там будут жить. И? Но нету немецкого политика, который купил квартиру в Париже. Ему зададут вопросы, зачем храниться же с квартиры в Париже, если есть Берлин у тебя? Но в Гаске этот вопрос не возникает, потому что Гаски прекрасно все знают. А вот Галгай, Нохчи, Черси, дагестанцы, все продолжают верить в то, что мыча юхагец, ана юхуш, мыча духус. То же самое в 90-м году, например, с Арвиан Валарица, Галга, и Цуян Лария, Россия юхагишан, Советский Союз юхагишан, ой, Хирисани, Томбал, Мегждушан, ой, Ханз уже ди герц из диждушан, подготовиться ди диждушан, ой, Цантейпа, фаходдерцу Галгачу. Выгавага ди, на психбольнице, да, что гвырс. Лугвацер алш. Потому что и Цухан были люди, которые говорили духа ДР адал, духа ДР адал. Ай, мыча, советский адал, что Амади, КГБ, МВД, завод, электроинструмент и так далее. Да, шанс. Если бы России верили в то, что Россия будет, они бы свои деньги не прятали на Западе, и детей бы не прятали на Западе. И Украина, они настолько уже уверовали в то, что они могут все, и Украина поставила просто на этом точку. У них деньги забрали, у них там их поприжали. Но угоз из Европы вы шансу, угоз маснагаска бахша. Маснагаска. И дагрхабуаш бахшан. Любыми правдами и неправдами. Цандик хоу из России юхагирк. Вот и все. Наивный маховой просто. И счастье наивный хоу. Мухаммад, с наивностью я ждал. Хамди. Мыча туху хоян, стагнах, юх гяц, Путин, волжвояш, камел дичхана. Я знаешь, какую аналогию им провожу. Уже хагулбя, ягалгайби, уже хагулбя, даррикам хагулбя, цамдина, вагоночек, дачи хоуш да. Сибиря абухтыш байрж, қал барж, ма барж, вош вар, ешер, ватер, цамди, арбахца, хамди варианты.
تشباغجا يوريو غلغاش ستالينا خوش داتر يوريو تن داغين بين شوتاع يوتادر زدوج غلط دير يوريو ازدبي علتقن لاتر ستالينا خوش داتر يوريو قام دي سبرع عدو تجلاتش وagونش باش بيش غوربش وي ستالينا خوش داتر يوريو غلغاش تن داغين شوتاع типа يوتادر زدوج دبي. Ну, представляете вы себе такое? Веймел наивный, да. Баракаллаху фик. Сегодня в Ингушетии процветает наркомания. Причем в числе как наркоманов, так и распространителей встречается немало людей, относящих себя к Ахлю Сунна. Видите ли вы в этом не только социальный риск, но и политический риск, когда российские спецслужбы будут использовать этих бородатых наркоманов в своих провокациях и терактах? Бисмилля. Сабр, Есть? я не закончил, просто у меня тут реклама выскакивает. Я через одну программу открываю, я не закончил. Сваливая это на мусульман. Все, закончил. Конечно, всякое возможно. И самое важное, что бы я хотел сказать. Накопленные компроматы, которые у них сегодня есть на руках на ингушскую молодежь, к сожалению, среди них есть и братья Ахли Сунна, которые, к сожалению, заболели этой болезнью. Это, я даже не знаю, как это эпидемия или что это. В каждую эпоху у нас бывают какие-то проблемы. Именно, наверное, это из-за депрессивного состояния нашего народа, где люди не могут себя реализовать, нет ни социальных лифтов. Ну, альхамдулилля, что их нет. В любом случае, в оккупационной системе они были бы вредны для нас. Имеется в виду, если эти социальные лифты ведут к подчинению Кремлю и к тому, чтобы оккупация усилялась и влияние Кремля распространялось все сильнее на наш народ. И, естественно, эти компроматы, которые накоплены ими, они будут в активной фазе, когда мы будем, освобождение наших территорий, будут использованы. Эти вчерашние наркоманы будут вступать в ряды, на них будут компроматы, их будут шантажировать. И это огромная проблема. Будут выстраиваться целые шпионские сети. Мы это осознаем, это нужно осознавать и, соответственно, выстраивать всю свою работу, понимая это. Поэтому я сделал бы небольшой насыха нашей молодежи. Братья, Аллахи, то, что вы сегодня получаете краткосрочное удовольствие, или продаете вы, зарабатываете какую-то копейку. Я знаю, мы все знаем, что денег не хватает катастрофически. Каждый хочет жить, жениться, купить машину хорошую. Желание есть, особенности, когда ты видишь людей, которые могут себе это позволить, своих ровесников, а ты этого не можешь позволить. У тебя возникает острое ощущение несправедливости. И так как ты не видишь, как исправить это, и даже не можешь понять, почему это происходит, ты думаешь, что это норма, в которой ты живешь, это норма. На самом деле это не норма, это искаженная реальность, где нас просто используют. Либо тебя толкают сегодня на фронт, как пушечное мясо, говорят, иди на фронт, ты заработаешь 1, 2, 3 миллиона, осуществишь свою мечту, купишь машину и так далее. Соответственно, потом либо ты в земле оказываешься, либо в плену позорном, либо ты оказываешься в числе тех, кто накормил себя и свою семью харамными деньгами. А как мы знаем, харамные деньги и, скажем, мышцы и мясо, которое ты нарастил с помощью харама, оно требует от тебя харама, и ты вступаешь в порочный круг, где твоя семья, твои дети, твои девушки, имеется в виду дочеря, выходят, скажем, помягче, не очень пристойное поведение получается. И у твоих сыновей получается, что они либо наркоманы, либо какие-то недостойные люди. Ты не можешь понять, что происходит, почему это, что же я сделал не так, вроде все нормально у меня. Это результат того, чем ты их кормил. То есть со всех сторон это погибель. Теперь это молодежь, которая смотрит, валлахи, братья, валлахи, то, что вы
заработаете, купите эту машину на эти деньги от барыжничества, или женитесь, валлахи, это огромная беда для вас. Это первое. Во-вторых, авторитет, твое имя – это самое дорогое, что у тебя есть. Дорожи этим. Если ты это потеряешь один раз, ты никогда не вернешь. Клеймо барыги, клеймо наркомана, оно никогда не сойдет с тебя. Никогда. Помни об этом, когда ты становишься на этот путь. Валлахи, ты пожалеешь, брат. Ты пожалеешь, очень горько ты пожалеешь. Ты будешь вспоминать это время, и ты не сможешь смыть этот позор с себя. Поэтому лучше работать на стройке или где угодно. Валлахи, я работал на стройке. Валлахи, лучше работать в любом другом месте достойном. Или вообще не работать. Умереть с голоду лучше, чем лишиться своего достоинства. Потому что мужчина кунах халыр. Кунах халыр. Цинах хавалыры. Кахук дат измахам. Хукунах халыр ма хук датам. Даху милдарак унах. Хухалыри хахулыжды. Вот цух хавали из камехт ухты дата. Из дарца молодежи один сиат. Я не помню, у кого я это слышал или читал. Я читал, что, или слышал, что любая честь и жизнь, которую ты испортил, это непременно долг, который ты вернешь Аллаху Субхану Тааля. Ансар, я бы немного хотел бы дополнить. Да, Аллах. Антилирик юлчаны, цвеки дикист хулыш. As антилирик, с первой, жнах ваша тихат, сумех Малгабеки. С первой, да, участковый бяхка. Хунда гяха ситуация, Ансар. Короче, не прошло у нас дело. Вежери, цухан дабу бяболж был, бог борется, антилирик цани. Корыстный нахби молодежь, шейца конкретный интерес в был. В частности, цигмерхан Малгабеки, вяларушан, дуби абрушанцу, новосту. Так должность есть мувация. Сберег Бог цик беерцу. Одним словом, он испортил всю работу. Неважно, не об этом. Вежери, гуч сабр дела. запись яхтаху. Абу Абдул-Малик, сабр дела. Саминта. Уточнить дела. Ханжолужул антилирик яхтшан зве ютер. Яхт. Абсолютно. Связь яхт. Азия антилирик. Туга антилирик яхт. Название яхтен. Просто против лирики яхт. Нах, что ж ты лырценность антилирика, это люди так назвали нас. عادل يقيدين عادل ثاني ما يبول دعوبات عادل دوات جول قدات حالات سجا تعذر دي شات عادل داش والويز ان مت تجنيسين شلتها شلتها وقت أقبت سبول هو بشيء أنا وقت أتبتا полностью بترست هذه يرسو يقير شلتها خدسر صيت التغوشي أو بول دروجري أو حالات والجول سجك явный информациёлж يخا مشين عوتة مصدوكي أبتيكا حلش أبوغ بابرتك شو يجري حملات شو والله صار نيانغ بو دياغ بو ورخي دياغ بو دو بو подслушка دعش قصير دعوغي سترسيش ميالي يرمي عشان يصل بول بس حبيبي بقى صار يعتقودش так или же короче واش تعوالش بول باتر одним словом تحقونا غولش صحي خلش صحي تا يرت قينج ولا سجي تون إسحان تقن قلبي أنويان تو يحط قودي تو سين تقودي تخواش تعدال سرز بجري تخواش عدل قدعتيل بيج момент شغلرتك تخوص شيخش سوازي ديالر تاري يالر ولي دعوال يالر حناخا ديك ديبين كفر دي حيجوج غتي وهوالو ادي والد سوم اغاريغ نركمان شغل بلر مسناريان قعد عير وغبترز بول تعاخوتك حي تاشار مش للباب мы в курсе всего بعقدين ديك نجت دولش ديقدر دي غيرتشن الله ياتو باقل ازال والترس ансар я хотел тем кого они записали кого они могут шантажировать и так далее нах я чан еще шантажировать ты царь чан я илжил шантаж о хатица гяча шейдин мдохклыш шейқам мдохклыш моллах шантаж баханти моллах ях баханти ده ساعات عوقي سحلت عوقي آلي شو قم دوخي شو دن دوخي واتي والله الله تعدد دشة الله تعدد دشة الله توب دي هذا وجدول توب دي ازدعت سيئة سجدو سجدات شان حتشور صحة أرداللت الله تعدد هذا وجدول توب
Аллах йохшан, не отчаивайтесь, йохшан. Сунхошан эйс вудуц. Аз аттугш баждик эзгдок атхвартиш барыш. Царь гагазер. Не отчаивайтесь в милости Аллаха. Тачуагли, тади тупши Аллах цани. Каждый день чуагли хаш. Сандина Аллаху салейк ан. Вилван хун хадил да док сандина. Не отчаивайся ни в коем случае. Каждый день делай дуа. حتخن قوتشوان واتياش قوان قوتشوا قوا بروبليم ماتش از دايا قوان دال يوقع قوا حيوخ كجولي معتبته قوا но тахн все равно если ты будешь Аллахом искренен Аллаху сел ирч вак гват наха ипти сел юх эрже гят наха ипти ху Аллах искренний хули ханди ансар виер цу خيخاش سقا قدواخ جواغ جوال يرموت حتقوي تقوعن حسين توت دي حاجات الإرش سواقيت اشتبعن الله Бог سبحانه وتعالى не отчаивайся и никогда не предавай хайн компромати дош яцун звош адын дех кадити ишкино жди Аллаху гешт деждон адын дех кадити хайдын мудох главное контер дулыш сорахолра Аллахума амин, один дуа. Тимур, я тебя включаю во второй раз. У тебя есть вопрос? Или ты просто решил посидеть? Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Ва алейкум ассалам рахматуллахи. Вежери, вот Ансара я послушал в начале программы. И у меня такое дежавю было, вот связанное вот в Чечне 91 год примерно с этого начинался, с этих разговоров о экономическом чуде, много нефти, золотые дороги пройдут. Но в итоге мы видели результат и на что это все прошло. Но на самом деле не об этом я хотел сказать. Вот я с первого дня создания комитета наблюдаю за вами, смотрю передачи, прослушал 2 эфира. И меня удивляет то, что ваша оторванность от реальной жизни в Ингушетии, состоянии сегодняшней Ингушетии и народа там проживающего. Вот этот момент... это Уточни, ты сознанием дела сейчас говоришь? Ты это я говорю сознанием дела, и это системный сбой на самом деле. Потому что дальнейшие ваши выводы, они изначально неправильные будут. А просто если лозунги это останутся, за ними никакой результат не будет. Еще один момент есть. Вот когда вы сейчас... То есть идею вы провозгласили общую ингушская идея, так? Но при этом вы сузили свою аудиторию до, скажем, салафитской. Это понятно, да, по изначально заявленному. И потому что идет дальше. Если мы сейчас, допустим, даже Ингушетии салафитский вот контингент возьмем, там 20%, например, то и из этих 20% 18% это будут умеренные, которые не будут поддерживать эту идею. То есть изначально, получается, вся ваша работа рассчитана на 2% населения Ингушетии. Вы сами сузили свой вот этот фронт работы. Это и еще один момент по поводу истории, исторических параллель. Они у вас, опять же, тоже идут в кривь и в рост. Потому что в 1991 году в ноябре ингуши на референдуме свой выбор сделали в составе Российской Федерации. Это факт, большинством голосов. Вот после того референдума прошел пригородный район. Тимур, ты можешь приводить факты тому, что ты говоришь, потому что ты сейчас сказал очень, по мне, так важные слова, что большинство ингушей сделали референдум и сказали, что мы остаемся в составе. Это исторический факт, это референдум 91 года, ноябрь месяц. Не, референдум был, все правильно, ингушам пообещали. Если вы не уходите, нет проблем. Дайте мне договорить этот момент. Пригородный район будет ваш. Нет, подожди, можно я договорю? Мохаммад, один момент. Вот референдум ингуши вступили в состав Российской Федерации в 91 году, точно добровольно. Это один момент. После этого прошел пригородный район, Чеченская война, 18-й год,
И я тебе говорю, вот если сейчас международных наблюдателей завести и референдум сделать, результат будет точно такой же. И вот это та реальность, от которой вы оторваны. Понимаешь? И вот из этого исходя вы делаете дальнейшее. А теперь третий момент. Предположим, все пошло само собой и разрушилась Россия в результате вот сейчасшних геополитических моментов. Почему вы думаете, что там нету на местах элиты со своими ресурсами, возможностями, плюс, как я сказал, вы заточены только на 2%. То есть вы изначально стоите в оппозиции. Даже если бы исторически произойдет такое событие, у вас там, во-первых, расчет очень слабый и практически безвыигрышный. То есть изначально вы заточены на то, чтобы быть оппозицией, которая будет против ингушской государственности того момента. И при этом изначально вы заявили о том, что вы комитет ингушской государственности. Понимаете вот эту нестыковку? Независимость. Да нету У нестыковки. нас есть, Никто не я тебе заявлял, что говорю, нестыковка. элиты, которые в Москве, вот эти сегодняшние российские элиты из Ингушетии, я говорю, олигархи, политики, структуры МВД и так далее, правительство. Произойдет такая ситуация, вот как вы прогнозируете, в этом случае именно они будут наследовать власть. И именно на них будет основная опора народа. Потому что именно они будут говорить о том, что какой ингушский путь, общий идея. То есть вы изначально заточились на салафитский, очень маленький, не всех салафитов при этом, а на очень маленький процент салафитов. Потому что большая часть это умеренные салафиты, которые вот Чумакова посещают, сочувствующие. Это абсолютно другой формат. То есть вы сузили себя в этом раз. Вы не учитываете то, что там есть силы, которые и без вас это все наследовать будут. И против которых изначально, получается, вы будете против. То есть уже изначально фитнес заложено в самом начале. Это я уже не говорю про другие маленькие моменты касательно экономических возможностей и касательно того, что империя может рушиться очень долго. И разрушение империи это всегда будет большой вызов и испытание, который у нас сегодня не факт, что мы вынесем. Тот же пример Чеченской Республики в 1991 году имеет такие ресурсы и возможности. Они и в период 91-94 показали абсолютную несостоятельность. И в период 96-99 просто подписали свой приговор. Ну, это если коротко, то вот так. Ответить можно? Сабурдева, я не Мухаммад, понял пускай вопрос. Ансар оппонирует. Хорошо, тогда. Я выслушал длинный монолог. Это больше анализ, наверное, чем вопрос. Поэтому в чем вопрос, я не понимаю просто. Это... Я, насколько понял, тезисно, что мы делаем ставку только лишь на саляф ас-салих, то есть людей нашей акиды, Мгм. и признаем только лишь их, Мгм. оставшись без России, то бишь в упадок. В Мгм. момент упадка России мы останемся в 2% меньшинстве, что нас, то есть людей Ахля Сунна, в Ингушетии 2%. Брат, одну минуту. 2% я не говорю. Салафиты на сегодняшний день, я думаю, 20% плюс сочувствующие гораздо больше. Но из этого числа салафитов будет где-то 2%, которые разделяют вот ваше именно мнение. То есть, Тимур, Вежери, Тимур, Сабр, прежде чем тебе братья ответ дадут, я один вопрос тебе хотел задать. Один хорошо. короткий вопрос. Ты сам как видишь наше будущее, в общем, как сочувствуешь? Мягко доглазишь, вош мы видите, мягко доглазишь, юспулишь мы видите. Валлахи, сундик хит, хаистхан, валлахи хит. Но твоя критика была бы намного приятнее, и хатициш. Что приятнее, герха критик, в личный бот езды адалари. Тходаришь связи дин, худараются они всех хором, наверное. Но ничего. Нет, скажу, брат, раз вы это вынесли на публичную плоскость, то это в публичной плоскости должно звучать, и ответы ваши должны быть в публичной плоскости. И вообще, я считаю... Давайте... Да, правильно, в публичной Тимур, плоскости это все должно быть. Тимур, Allah Рясхал, Дяхдицат,
Заица Ансар, референдум. фахит, вопрос, Дандарас, это губали Тимур, вообще, хун хайн. Отдацу, да, Леандали. Ансар, Вопрос одну минуту, Мадандицу. я отвечу коротко ему. Каждый ингуш имеет мечту и вот такую идею создания ингушского государства, суверенитета полного. Я думаю, это каждый здоровый ингуш имеет такое в виду. Но изначально эту тему нельзя дискредитировать. Вот, Дел шарин, дел законах, звеймох, вот этот момент, вот сейчас я тебе это объясню момент. Тут, понимаешь, всегда мы идем по одним и тем же граблям. Всего мы же современники всех этих событий. Мы же видели, как люди это проходят. Мы знаем, как сегодняшний мир устроен. Изначально, вот сейчас эти лозунги, это все правильно, это наше естественное состояние, что мы должны быть на единобожии, на таухиде. Но изначально сейчас это заявлять или говорить, например, что на Аллаха мы будем полагаться, а все остальное, все страны, мы их всех ставим вне закона, это может быть и правильно по умолчанию, но это изначально будет утопия вот современными, потому что даже пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сахабы, его первое поколение, они всегда учитывали свое состояние первых лет. И мы сегодня сами видим это все, на наших глазах все это проходит и проходило. Как можно это сегодня игнорировать? И потом, я же говорю, когда вы это заявляете, вот такие изначально лозунги, вы автоматически отрезаете большую часть своей аудитории, на которую по умолчанию вы заточены. На ингушей, я имею в виду. Тимур, смотри, здесь есть один очень важный момент. Ты высказал свое мнение, это нормально, это хорошо. Проблема в том, что когда мы руководствуемся чем-то, ты же сейчас, когда говоришь, что нужно так, ты же на что-то опираешься, правильно же? Ты же это не из своего умозаключения берешь, ты это не берешь из определенной конституции или из каких-то политических книг. То есть у тебя есть база, на которую ты взвешиваешь, у тебя есть весы. Можно, нельзя, правильно же? Если у тебя есть весы, которым ты взвешиваешь, то есть у нас эти весы шариат. То есть мы, когда делаем эту политику, свою работу, мы взвешиваем с точки зрения шариата и движемся согласно этому. Если нам хочется очень что-то сделать и считаем это абсолютно правильным и абсолютно важным решением на данный момент, мы это спрашиваем и взвешиваем на весах шариата, и нам говорят, это не дозволено. Мы просто берем и выбрасываем это. Почему? Потому что нам ахира важнее, чем результат сегодняшний. И мы сегодня, те, которые работаем на этом пути, со всей твоей критикой, со всеми твоими претензиями к нам, мы те, кто это делаем. Что это означает? Что других, как я до этого говорил, революционеров, к сожалению, может быть, для тебя у нас нет. Есть те, кто это делаем, это мы. Альхамдулилля, хорошо, плохо, мы начали свой путь. И это, как ты до этого выразился правильно, это естественное состояние нашего народа. Ты не можешь выжать из яблок апельсиновый сок. Поэтому из нас, из народа, то, что ты выжил в виде стремления к суверенитету и независимости, выходит именно мы, со всеми минусами и плюсами, о которых ты озвучил. Теперь по поводу референдума. Ты имел в виду референдум 30 на 1 декабря 1991 года, правильно я понимаю? Да, ноябрь. Да. Да. Смотри, этот референдум с юридической точки зрения, он не состоялся. Он аннулирован самим же, именно теми, кто его организовывал. Этот референдум о создании Ингушской республики в составе РСФСР с возвратом незаконно отторгнутых ингушских земель и со столицей в городе Владикавказ. Это же референдум. Как он аннулирован, Ансар? На каком основании? Он аннулирован на основании того, что по факту невозможно его воплотить. То есть невозможно воплотить. Юридически это получается сесван, понимаешь? Любой ход приводит тебя к тому, что это невозможно. Что бы ты ни сделал, невозможно. Теперь, если мы сейчас обратимся в суд, допустим, Назрановский, и суд вынесет постановление о том, что Луна принадлежит Ингушетии, будет ли это решение юридически правильным? Да.
Будет ли оно, пройдет оно через канцелярию? Да, пройдет, оно будет лежать в архиве. Но воплотимо ли оно? Нет. Поэтому оно идет разрез с реальностью. Невозможно это, во-первых. Во-вторых, с точки зрения возврата этих территорий не было осуществлено возврат. Соответственно, референдум может считаться несостоявшимся. Таких референдумов, если ты посмотришь в близких странах куча просто. Куча. И они все аннулированы. При балтийских странах и если ты посмотришь там Чехия, Чехословакия, там Албания, Сербия, посмотри, там этих референдумов ты там сотни найдешь. А это макулатура все. Вот здесь Ансар, то же самое. один момент скажи мне, ты дома жил вообще? В то время ты жил дома? Я уехал с Ингушетии в 2017 году. Ну, вот я тебе скажу, вот твое ощущение, хорошо, ты говоришь, это бумажка, референдум недействительный. Да. По твоему ощущению, население Ингушетии, оно, можно сказать, что оно добровольно в составе России? Или, например, я тебе говорю, если провести Да. такой референдум, ты думаешь, они проголосовали бы за выход или как? Тимур и Ансар. Ну, я не согласен с вопросом. Потому Мы что можем- я почему это говорю? Потому что Или даже это если эта власть, бумажка да. была, даже если этот референдум, ты говоришь, аннулирован, тем Да. не менее это был выбор народа в тот Смотри, момент. И Тимур, что самое интересное, он не изменился. Он смотри, такой Тимур, же сейчас. я понимаю, о чем ты говоришь. Я изначально человек, который на именно акиде единобожия, изначально этот референдум считаю недействительным. То есть мы сейчас говорим в плоскости права, потому что я тоже учился на юридическом факультете и, можно сказать, учился, брал курсы именно по международному праву, государствостроительства тоже я прошел курсы. Я это понимаю прекрасно, о чем ты говоришь. Поэтому я не говорю с точки зрения шариата об этом, я говорю с точки зрения права. Понимаешь, о котором мы говорим? Оно с точки зрения права ничего не весит, этот референдум. Больше тебе скажу, то, что ты спросил до этого. Ты чувствовал народ, что за или против? Дело в том, что когда народ находится под оккупацией долгое время и не видит выхода из ситуации, он все равно живет своей жизнью, не понимая, что ему делать. Понимаешь, он живет своей жизнью обычной. Если ты к нему приходишь и говоришь, вот есть журавль в небе, выброси эту синицу, мы сейчас погонимся за журавлем, ты правильно сказал, малое количество людей идут за журавлем в небе. Потому что люди верят только в то, что можно потрогать, то, что у них на руках. Это всегда было и всегда будет. Революции устраивают, как ты, наверное, знаешь, раз ты зашел в эту тему, обычно не больше 5% людей. Именно они устраивают революции и меняют вектор развития своего народа. А иногда даже это бывает один человек. Поэтому сейчас говорить о том, что вы нацелены на салафитов. Смотри, во-первых, мы, как ты знаешь, провели встречи и в Украине, и с какими-то людьми, и в Западе, и прибалтийскими странах, которые политиками. То есть откуда ты это взял, что мы вот такие вот консервированные, я это не понял. Однако же, какие бы встречи мы не проводили, как некоторые говорят, они ориентируются на Запад или так. Нет, дело не в этом. Ты правильно сказал по поводу сиры пророка, саллаллаху. Что в сире пророка, да, пророк пытался найти помощь и поддержку, но, опять же, то, что мы ищем помощь и поддержку, либо это будет, скажем так, какая-то символическая помощь, хотя бы не мешать, скажем так, хотя бы, чтобы нам не мешали и не преследовали нас по всему миру. Это уже помощь. Вот об этой помощи только мы и говорим на данный момент. Мы не говорим, дайте нам денег, мы не говорим, дайте нам оружие, мы ничего не говорим. Мы говорим, просто дайте нам реализовать свое право, не вмешивайтесь. Вот о чем мы говорим сегодня с этим Западом или Востоком. То, что ты говоришь, есть хадис пророка, саллаллаху, когда один человек пришел и сказал, что люди испортились, кругом нечестие. И пророк сказал, ты прав, саллаллаху. Пришел другой человек и говорит, что люди поправились, если я не ошибаюсь, этот хадис, саллаллаху, от пророка, где он сказал, что люди исправились, что люди благочестивые стали. И пророк сказал, ты прав. И тогда подвижники спросили, почему ты сказал и первому, и второму ты прав. Он сказал, потому что первый находится в определенном кругу людей,
второй в другом кругу людей. Это его реалии. Поэтому, Тимур, твои реалии сегодня, о которых ты говоришь, они таковы. Мои реалии, в которых я находился, я видел, они были совсем другие. И поверь мне, Тимур, я не занимался просто какой-то своей личной деятельностью. С 2008 года я занимался общественной деятельностью, в джамаатах был и, скажем, находился в кругу пассионарных людей, не просто людей, которые своими делами занимаются. И поверь мне, все из них мечтали, как я сказал, о том, чтобы жить свободно, исповедуя свою религию, возвещая слово Аллаха. Это то, что я видел. Но в то же время не отрицаю твою позицию, что в кругах, в которых был ты, доминирует вот такая вот, скажем, пораженческое мышление. Это не мои круги. Это я тебе говорю, картина в общем. Она именно такая. Но я, я Сабурдин, Тимур, минуту, Сабурдин. Здесь, на этом канале есть низам. Если этот низам не соблюдается, вы меня извините все, бисмилля, я закрываю. У вас будет время, Тимур, у тебя, Ансар, у тебя, у всех у вас будет время, после того, как я зачитаю оставшиеся 4 вопроса. Я их быстренько зачитаю. Да, я извиняюсь. У вас будет время обсудить, подискутировать и сделать нам краткий экскурс в историю Чеченской Республики и Ингушетии. Хадуш, после того, как ты это зачитаешь интервала, Ансарики, вопрос, да, задал Мегдиас. Брат, эти вопросы уже ждут, я не знаю, с какой недели. 2 недели у Ансара не получалось сюда заходить, зайти. Ни у Ансара, ни у Мамада. Брат, я эти 4 вопроса зачитаю, иншаллах, быстренько. Ну, слишком, Ансар, конечно. 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 Дух хатырыш, дух легдал, алгайдо, камык, угли, дух хатырыш, дал диян. А слишком затягиваться, дежди, раз, скинуть тури, дух хатырыш, дал камык, бисмилlah. Тоже проблема, Ханзбейер, вот хадан на хатырыш, халхырдырыш, вей, чакдуахи, тахка, кердырыш, дудсдыви. Бисмилля. Что советуете делать молодым людям, которые сейчас у которых сейчас нет возможности для вступления в вашу боевую группу? Ансар, бисмилля. Бисмилля. Абдулла, Алла. Ансар, может, ты скажешь, никогда Таялович. Абдулла вышел. Но интернет хромает. Ну, те, кто не могут вступить, мы их не принимаем, имеется в виду в целом вот так вот, нет такого, что у нас какая-то мобилизация идет, мы людей набираем, есть определенные люди только, которые могут, все, кто хочет, если их принимать, конечно, это будет бардак, сейчас что-то вроде специальных служб, можно сказать, формируется, каких-то отдельных. Тот, кто не может, конечно, он должен в первую очередь готовиться морально, физически, читать литературу, учиться, самое важное. В первую очередь, то фикх, изучать фикх джихада, что он может, что он не может делать, что он может себе позволить, что он не может позволить на джихаде. Также изучать в целом политическую какую-то литературу, не углубляясь, хотя бы примерно понимать, что в этом мире происходит, чтобы на будущее какие-то политические решения, которые будут приниматься, для него не были какими-то аномальными, чтобы он их не воспринимал как что-то непонятное для него. И, соответственно, как я сказал, это морально, физически и идеологически готовиться. Если есть какие-то финансовые возможности, конечно же, нужно покупать для себя все, что он может купить, именно исходя из уроков, которые он может получить, связавшись с нами. Вот бот обратной связи у нас, иншалла, есть прикреплен к каналу. Бисмилля, кто хочет связаться, связывайтесь. Баракаллаху. Что делать людям, которые не собираются вступать в армию, но будут продолжать жить в нашей будущей независимой стране? Ну, дуа делать, что они могут сделать? Дуа, готовиться, но я не знаю, почему они
не обязательно мы скажем, что нужно вступать именно к нам. То есть, в первую очередь, это индивидуальная обязанность для каждого человека освободиться от тагута, от оккупанта. И, конечно, естественно, это его индивидуальная обязанность. Что мы можем с него спрашивать за то, что он не вступает, если это имеется в виду? Как минимум, дуа с него. Баракаллаху фик. Как люди могут помогать в вашей работе? Сильно ли помогает пожертвование? Мгм. Люди могут помогать. Пускай тот, кто хочет реально помочь, связывается на бот. Дальше будет по процедуре, куда ему писать, что делать, куда связываться и так далее. Сильно ли помогает пожертвование? Нет, на самом деле, пожертвования не помогают сильно. Их практически нет, их мало, скажем так. Есть именно, если имеется в виду какие-то донаты, которые неизвестные люди скидывают, то их практически нет. Есть определенные люди, ингуши, наши близкие люди, которые помогают финансово. Других каких-то спонсорских поддержек или там кто-то нам спонсирует, таких денег у нас нет, никто этих денег нам не дает. Если кто-то думает, а кто-то думает, что нам дают кто-то деньги, там Госдеп или там Запад Америки. Это абсурд, конечно. Никто нам никакие деньги не дает. Есть определенные несколько людей, которые финансово стабильно помогают, бисмилля, развитию нашей работы. Это не небольшие суммы, но, альхамдулилля, с помощью них мы делаем свою работу. В том числе важно отметить, что сами участники нашего джамаата, сами участники тоже в том числе вкладываются в это дело. То есть эти пожертвования не уходят на нас, больше мы их сами тратим из своих средств, из своих доходов мы тратим на это дело. Баракаллаху фик. И последний вопрос. Как выглядит вступление в боевую группу ИОА? Клятва, обучение или что-либо подобное? Баракаллаху фик. Несколько. Как я до этого сказал, всех подряд не принимают. Есть определенные люди, которые нам необходимы, как воздух. Эти категории я не буду называть, но когда они связываются, с них берется беат, то есть клятва, имеется в виду как договор. Не беат, который там правителю дается, а именно как договор, что этот человек будет работать на пути Аллаха, на общее дело, пока мы идем по Корану и Сунне. До конца пройдет этот путь. Есть обычные, которые люди просто связываются, но как обычные люди, которые помогают, они просто выполняют какие-то поручения, которые может выполнить любой человек, и с него нет ответственности. Если он даже их не выполнит, на нем ответственности нет. И вреда тоже от этого не будет. Такие тоже есть. То есть по-разному. Есть просто, которые связываются, чем могут, помогают, статьи пишут, информацию скидывают о каких-то объектах и так далее, передвижении вражеских колонн. То есть есть разные люди. Все, баракаллаху фик. Вопросы у меня тоже закончились. Теперь можете задавать вопросы. Горец, вроде ты хотел вопрос задать. حجل انصار А, بول хорошо. بيت خلبش واجدر واجمل يلدر ديان واجاخش انتهى يدري كده صحن درس خاطر حاجه بي دق تتشنجل كم غوي لي يعني ما بقول نروس مزكي احنا شو سؤال هو يدوس غلغي حمد طبعا شيء قيله ورده وبط حجم ذا بو حجي ورده بو دق بقش هذه مسلم تتشين تام رازنا داق درجة عليه الشيء وادنا نزويش حقيقة تاوي هل تال فدي جزبيت مليو جو تيجي شو أقولون نبيش هم غون تعرف شو تيجي بدي هذا ماجدك دوش هذا حمزة ماجدك أشيلي وش خانة هم غون وبشم كيف كورسي أسفيا سخاطر ده وبشم عاشة طور مش تخدوي فدي جزبيت سحوقة مش إزدي جزبي إز وكاج دكتوروش الحريات وات انت جرست سبيد مش تقدوا ذات حني الشكار الله وبين خوج دق زدي يعني يقيم له قيت انسى اسفاق اذا عشت تدو اسلك
قاد تاخذ نظام دوش خذ في طريقه معاشا مش تقدروا ايش تقوت غير تنبي دري هم خو كلو اور بو دعر بو سحر بو فناك يرج ايش بو يرج قبرج بو يرج ورست بو يرج قبرج بو يا قيس غير تلقي من طلعت دوق حمدي داق بس مش تخبر هو غير вот вопрос к тебе مش تزدويز داق عشت ديويز داق شون ديك خيط بالي اشخاص مش تزدويز حين هو بدق قيس المديوين يعني такие есть в плане радикалы Хаджи Муриды есть там другие есть там 5-е 10-е как вот это как нас объединить как ты думаешь так مش خيط صراحه ازدق وخاطر بسم الله اگر حلقه ناها جرجش ديتج نخلق بيج ناخ برنج دات بيج شامبليل دي ريواشتا دات سيدي شو حمدات هنيال شيء ايديولوجي ثاني ما توم بيج دات اش الدنيا عدل تكوني حنا سك زستاويت يقوا شين تخيتر آل نو تندق قلب داخل دات تندق смыслят избавьте Allah Коран что йохуз нет принуждения в религии за حنتي هالشي از برندت يا أنت صندوق حن قلب داخل داسن ده السنة حجم ورد جبلي ملا يقول قبل يرد جبلي قرت وتاع عنشل تاع حجم وردوات عنشل تاع أهل السنة وحن يعجي إيش حماجي ليل دي يشيات ليل لدات يبيد باس ليلش صندوق إس حما مخ ميرشو ينشل تاعه إن شاء الله بديش ناخه شيء لآخي آخو شجع مجلس جج دعني استديز جد اسحم تلتي حاجة برت تين تلتي حاجة تسميح خليه جو ريليجيوزني أورجانيزاتي مفتيات خيلت النزواني يا لجنة دائما خيلز لبوي أورا خلنا جو أورجانيزاتي صار ده وقت هذا وجو نظام ثاني ماجدكج يغيسا مدرسة إيش حلقو جو تحت يواجه طمي تحت يواجه تعر إذا بكليني إسبكليني يوميت يواجه قرآن سنة ثاني هم دحوج مثلا دي مذهب ده وقت ده ويمك خيلز إلى شافي مذهب خيلز مثلا أد مشتقي شافي مذهب ليل دوش دي شاشنا يقي صار شيء سبور جي تدي مذهب شر آري واحد جوات جي إيش دعبولك إن شاء الله تحقق بيتخو بخير خدان خير طلع هيجي إجنا فيدين عشان يلا تدق عمله وجونا فيدين يرجع تدي مذهب شيء حتشو عجاتش تحقق تدي مذهب التديش أنا حت بحكش إجنا فيدين إجد هيجي ده تحسبوش ناق ليلجيش ليلشار نو постепенно ده يجيش единственный فت كلتو ثورجينش قالي تاريع ناق عبادة تحجل حماجقش الله واتش كش مش خيلج قيل رجسا جانش خيلج بيات مالله يلي إيش قلت حيرش إجا ويقدنو ما ياخر حقها دعيا خيز ناخ تأغ تشيء الخجاء فتس براتيجيش وتأغ هناك لاتيشن هناك ديشن أوس فناك أستاذ تيش ديشو يا خجاء حماج ليل دي إجا تن سجي وقدات اسحم ليل دي إذا شي زام ثاني شي خان ثاني نخ أدم خوص دور تساعد عدد إن شاء الله إيش تخيطون كتحات الدرس الموضوع أنصار أنت دول جزري حاول العشم وبوجود شو أصلا تنقضي هذا أصلا تو حدوش تو قمل دقوا ويجرش زوم ده نتوش تويجرش هو خمن زوم ده نحن بيتي دي حبوا تيجي بودي وحياة خش بودي دق يا شوين في قمن يقدق بقش ناخ تيشل ديش بوش دي تيش أوت نضواس تيش أوين دق بقش دي وتقامي قمل حد يديسلك شو مدي حرف ده ليلرج دي حتى شو واقع خبون وتين مني شو مدي وحرف ده ليلرج حق دي قمل دي ديزر واش دي أجل يمت تجيشون يمت تجيشون يجري أجل بين دواج ده نتاك قيد تقع أنصار دي يعني شو ده ويسق عم أنظر في دوادي والش سقوات في غير تش سقوات يعني
ويدورش تيبا ويغلق أما يخدورش تيبا تأل ديزر وجدا صحيح أمال ديزر وجدا تغن غدي غاتا سو حدو سو دوح إز حمد سو حدو سو دي يروي ويز يعني بصنا بوا بيتا نغم بيج دي حال بيان ليوج بيسا شيسا سندستيش سدا حال بيان ليوج نغم بيج دي أد مش مديج دي لرادي شو أجليل قوين غلق أما خوش مديز أمال حدي ديزر وش خوز حجل سقيتران سوش حجل حقاقة مشتاق قيتران حجل عدي ديز أنصار دي عدي ديز متحمل الله تشات واجد عدي ديز قنال دي شو خوز دي مرز خوز بيغلش دوغش تتعدل شيء قنال عدي ناد عقيت بيدي عقيت بين أدمج داق أبو إجيز قشر دي شو حياة مديز دي تعقيت بيلشي أدم تعقيت بيلشي ما يمول دير تعقيت يتسانت الله شو مول ديرجي إن شاء الله إن شاء الله حجل سقيتران حجل الله راسخ هنا إذا از حلق بيتا رجي جرز بيدواتج نخبر از обычно نخبق ميرني تقدر زعان جرز بيد الله دحول يعني قشتر وسجى إذا وجا قيو كاتيجورية تمو شارتاني وجا جرز دحول جرز ما مجديت قمال دحول قمال خلديس إذا قمال دحول آخر قمال قمال ما تغن سابيتها بيربين минуту تغن قمال دوق интернет قمال ما общем интернет решает общее пространство إذا دنشر أربعين واتش وسجوي وتر حاجة بوتش بنا دنشر أربعين باتج مثلا قمال دش باش أهل السنة والجماعة يوجو طاب تشر إسلام إسلام نيويش نخبق بوتر جدي اجي تان جرز بيدي الله جبيتي ابوش نخبق ستار ثاني ايديولوجيسكي بو بيس جرز بيدي الله يغاسقي عادو معوز خدات او زيرو خديه ماستر خديه عشان ثاني سنس جرز ما جرز это я понимаю я в категории да я второй ну чах качер дальше отвечать жусо из категории да я каян чултяга تقدر ذا ظلم ديابولز بالنخ ظلم خوي بقش الظلم ديابولز بالنخ اجي بالسودية بنكاز نجيش شيء اللي لخش حنزي بس برديل وزيالش حنزم دكتور وزنيستي ديز جاخجي داج حبق انت حوالي اسحم ليل دي تيشات حنا على شيء ظلم حاخد خار ورشيشي تشرليخ ولولشي حبق ولي خار ترقاستش حنا سودت ساخل ديس حمديل شرعت خلديس اذا نظام ده يهتم ديان شو تاعه سودج بوغ بيوليز 24 часа сутки судж бол без хар чушин дядор до зулм хо хаклатыш хаквалвеш сын вивези уж تعذر ديج تو اخش دل ديزي اخش دو اخش سنجر اشت طيخ يج سوديبن بروسيس جيش كيغدن دولش حنز وي اخان خدو حجلا يا خش اشت حم توج ليل دي شات وي مخچ hani تسموش متي دق ظلم حدوال از دسون خيتر اتاك ادوچ چوغ يستخل ديز قمال ديز يخچنا ان شاء الله يستخل ديز چيست خود دال يندلي اخر اسق ترقيت دواس الله ريسون شو حاجه دق قمال ديز روش حزو جري خوز غورت خزيان واش اجا الله ريس هولند خز ديك خاطرش دو عداشتش دات چوغاتم boş خاطرش دو ama تعمدو تيموري انصاري قمع قاش تبعتن تعالوا واش تعملت صبر دي لقيت الله راسهم صارت تعملت صبر تعملت عايز واش انصار حاجه حوقي لا خو واش ما بوجيش يعني هذا قمع واش تعمل دي لقيت ما دي جو قيت قمع يعني شو عادي شو ولي حنكون فوق واش عادي شيء سو واش قبرش بعد ندخل وعاش هذا الصخص واش عادي قمل شو واتكيت وجد عادي جمديز قمل واش دقيت بيدي دقيت دق فيجري من بيد من تحت بنبور دق بش وانا جديد دقيت بعد حجم ذا بري قشره بري بات والله يدوي تاعج دوي تاع بوس نغدق ادم سلوم وحنز اوبشن دي غالي يعني حالات 100 دي غالي كميتات يعني 100 سندو يا غادي تعاخو برش قبرش بلاري ماس قبرش حوابه بنبري ويقي بات والله كم دي سوكيتران سوش الله رياس قال حون خيل حون تعمل بوشان خيل دي جزاك الله خير والله говорит سوش حاجه وش كازيكو ريغلامنتي اون حنجريستي يالري ريغلامنتي официально سيديش لازر دراز يعني دي قنجر والله قنجر دوج دري الله داخل دويز لازر الله بارك داخل دوي очень قمل دعم خد دعات التموري يعني سارج او انتريسني моментي
Это очень, я считаю, что эта критика, которую делал Тимур, она конструктивная и очень полезна для нас. Я их не слышал, я выходил. Ага, все. Говорит, ويقام да, Садон Хасан. Так вопрос, хамдат, ну, так больше не считаю, так, ну, так вопрос. Не считающие идут лесом, цандахом да, свой. Так, амелуш, хамдат. Цавой, цади идут, цавой вопрос, хамдат. Салам алейкум. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Тимур, حيتعمل حينضع كلا دعتي. Если хочешь обнови свои вот эти основные тезисы и претензии, иншаллах, Ансар, я считаю, что ваш диалог был очень, очень к месту и очень важный для данного эфира. Хожу, вот, Ансар, я тебя хотел, ты упоминаешь такой термин, как оккупация. Да. Я вот вроде историю Ингушетии тоже хорошо знаю. И само значение слова оккупация ты, наверное, тоже знаешь. Можешь мне раскрыть этот вопрос, в каком году или при каких обстоятельствах Ингушетия или ингуши были оккупированы Россией? Смотри, здесь вопрос терминологии, как ты используешь. Можно сказать, вот ты согласен, что есть культурная именно оккупация? Согласен, и это логический ход истории, такой по всему миру. Да. Всегда одна цивилизация поглощает более малые народы, племена. Это в порядке вещей. Совершенно верно. Если ты признаешь, что есть на сегодняшний день культурная оккупация Ингушетии, можем ли мы утверждать, что нету оккупации реальной земель, территорий? Управляется ли Ингушетия сегодня законами, даже возьмем выдуманными? Сами вот ингуши сели и выдумали законы. Ну, теоретически, да, у нас парламент, он принимает законы. Ну, мы довольны этими законами, ингуши? Ну, если мы недовольны, значит, внутри... Смотри, вот есть один момент. Вот Руслан Аушев, когда в 93-м году избран был, вот он тогда всегда говорил, в данный исторический отрезок тот суверенитет, который у нас есть в составе Российской Федерации, для нас достаточный. А перевод его слов можно трактовать так, что на данном историческом этапе нам этот суверенитет достаточен для того, чтобы построить заводы, фабрики, дороги, подготовить кадровый потенциал, политическую грамотность, дать образование людям. Вот и на данном историческом этапе это у нас достаточный суверенитет, тот, который сейчас есть. Это его такая была... Тимур, можно, Ансар, можно я буквально маленькую это сделаю? Ты говоришь о индивидуальном мнении, тогда как вы обсуждаете или пытаетесь обсуждать мнение этноса. Это очень разные вещи. Ты говоришь о единственном человеке, который это сказал, но при этом приписываешь это ко всему народу. Он привел пример. Руслан Аушев так говорил, будучи всенародно избранным президентом Ингушетии. Это его была такой тезис, и в принципе вокруг него все и были собраны, что нам действительно достаточен тот суверенитет в составе Российской Федерации, где у нас есть своя территория, свой президент, свои органы власти, где мы можем развивать территорию, строить школы, больницы, дороги, учиться, и вот так вот. И на данном этапе этого достаточно. И если я вам предлагаю по 2 минуты выступления. Хорошо. Я знаю, что у Муслима есть что сказать. Муслим, как раз, когда эта тема началась. Я тоже бы хотел 2 минуты получить. Да. Участник... Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Обсуждение. Хорошо, 4 человека в обсуждении участвуют. Тимур, тезисно, коротко. Значит, тезис такой. На сегодняшний день Ингушетия, ингуши живут так, как не жили никогда в прошлом. В плане благосостояния, в плане государственного устройства со всеми проблемами, которые есть, в том числе невыборность главы и так далее. И, собственно, вот это один момент. И второй момент, то, что вот где Ансар упоминал, что
мы единственные идущие, и как бы ошибки это естественно. Тут момент такой, что здесь идея можно совершать ошибки, которые будут дискредитировать саму идею. Это примерно, если отзеркалить, вот у каждого мусульманина есть мечта, идея о халифате первых времен, да? И в свое время вот одна группировка взяла на себя смелость взять эту идею на себя, объявить об этом, дискредитировать. Если отзеркалить на нас, то вот у ингушей есть мечта своей государственности, и маленькая группа берет на себя вот такую вот смелость, объявить, что это они делают. И те ошибки, которые вы будете делать, вы эти ошибки накладываете. Вот эта ответственность на вас лежит по дискредитации самой идеи. Потому что, например, по тому же чеченскому сценарию мы видим, что там народ просто устал, и просто они переварили это. Хотя в 91 году они на 100% были решительны и готовы, и показали, в принципе, свою готовность. Но пройдя вот эти этапы жернова, это как бы рухнула, идея была затоптана. Вот, в принципе, тезисно это все. Понял. Баракалафик. Ансар. Ну, во-первых, конечно же, и когда я говорил «идущие мы», я не имел в виду конкретно только Кин, я имел в виду мусульмане, ингуши, которые сегодня в целом стремятся к независимости. И если мы говорим конкретно о Кин, мы, можно сказать, структура, которая имеет очертания. И если Кин будет, как ты говоришь, дискредитировать эту идею, ну, честно сказать, я не согласен с этим. Почему? Потому что, как я до этого сказал, имеем то, что имеем. Если мы сегодня будем дискредитировать идею, значит, это тот самый этап нашего развития, на котором мы находимся, как ингуши сегодня. И пример Ичкерии, который ты привел, я понял, о чем ты говоришь, чеченского сопротивления. Я абсолютно не считаю это сопротивление и эту попытку освободиться напрасной. Наоборот, я считаю, что она была успешная, правильная и своевременная. Она была использована. Да, она была неудачной, но эта неудача не означает, что в долгосрочном плане она не сыграет свою ключевую роль. Потому что именно Дудаев, который, вопреки всему, пошел против системы и сказал, мы развернем этот корабль в любом случае в сторону независимости, поставил историческую точку, к которой чеченский народ будет возвращаться каждый раз до окончательной деоккупации своей территории. Какие бы потрясения чеченский народ не проходил, через 50 лет, через 100 лет, каждый раз они будут возвращаться к этой точке отправной. Как вот в игре бывает, ты сохраняешься. Вот откуда сохранился, оттуда продолжаешь. Вот они сохранились в 92 году. Дагестанцы сохранились во время имама Шамиля, как мы знаем. Они будут туда откатываться. Чем дальше ты сохранился, имеется в виду, тем ближе тебе к своей цели. Поэтому, если мы посмотрим на Дагестан и стремление их к независимости, и структуре, которые в общем мы видим... Ансар, время. Да, и если мы посмотрим чеченское общество, именно поэтому мы и видим различия в том, кто на каком этапе находится. И посмотри сегодня на ингушское общество и скажи, где эта точка, на которой ингуши сохранились, к которой они будут возвращаться. Если я могу говорить, или кто-то еще есть? И если можно, я тезисно бы сказал. Давай. Ажил, Ингушский комитет независимости не ставит перед собой никогда и не ставил цели какие-то совершить ошибки, да, дискредитировать идею государственности. Мы делаем как можем и как умеем. Это первое. Второе, касательно референдума ингушского народа, да, есть прекрасные политические технологии, политтехнологи, которые и тогда хорошо сработали, разыграли эту карту возвращения пригородного района, Буру и так далее. То есть, если мы сегодня говорим о том, что манипулятивно проведенный и по итогу, то, что Ансар сказал, невыполненными условиями референдум, никогда ни для кого, нигде в мире считаться не может легитимным, да. Многие рассуждения на тему местных элит, местные ингушские элиты показали нам что? Они показали нам домостроительный комбинат, они показали нам кондитерскую фабрику, они показали нам то, что они за 30 лет в Ингушетии не смогли элементарно сделать воду.
просто элементарно, да, эти ингушские элиты. Во время крушения империи все элиты, они практически на 90% аннулируются. Да, где-то как-то они могут попытаться удержаться, но в современном глобальном мире это не купцы, сидящие на мешках с деньгами, да, когда все транзакции, все будет прекращено, я посмотрю, что будут делать ингушские элиты. Касательно того, что чеченцы ошиблись и так далее, вот мне как бы приходилось и в Конгрессе бывать, и там, и в Европарламентах, и в всяких таких местах, и везде, что самое для меня интересное, происходит переосмысление, да, то есть люди, политики с мировыми именами говорят, боже, он был прав. Почему-то на Западе берут этот продукт, переосмысливают его и понимают, что они ошибались, а не Дудаев ошибся. И что говорить о том, что чеченцы проиграли, ну, естественно, они проиграли, потому что у них навалилась 140-миллионная империя, и мир, который сейчас переосмысливает и говорит, да, мы были неправы, он не поддержал. Ну, то есть это чистая физика, да, если сегодня любого там из нас выставить чемпионом мира по боксу, я уверен, что он не удержится на ринге долго, но это не делает нас меньше людьми, если мы были, например, хорошие мусульмане, да, от того, что чемпион мира по боксу там ударил в голову, то ты не становишься меньше мусульманином, хуже мусульманином и так далее. Ты тот, кто ты есть. И Чечня была тем, кем она была. Соответственно, мы должны переосмысливать, наверное, учиться тоже переосмысливать и понимать, что да, он был прав. И все последующие действия России, то, как она себя ведет, показали, да, он был абсолютно прав. И ингуши сегодня та группа, которой мы не доллар, чтобы всем нравиться, мы не можем всем угодить. Всегда в Ингушетии не то, что там 2%, 30%, 40% будут говорить о том, что вот они чем-то там нами недовольны или другими. В любом случае мы идем к тому, мы говорим о том, что мы хотим подготовиться к распаду. Мы понимаем, что у нас нет космического флота, чтобы освободить сегодня там Ингушетию, но мы как можем готовимся к этому. Пытаемся что-то для этого сделать. Вот как бы и все. Все, я закончил. Да, Хаджи Мухаммад, я тебе скажу, когда в 17 году царская Россия рушилась, Ингушетию на местах возглавили именно вот эти элиты. Два депутата. Муслим должен быть. Все. Veže, vi ste me gardu, assalamu alaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Тогда на русском я буду, да? Я тоже постараюсь вкратце, быстро, как тезисно пробежаться. Тимур, я хотел бы вернуться в 19 век, это 1840 год, когда имам Шамиль провозглашается в Чечне имамом, и делается обращение, что все, кто поддерживает, должны выселяться в горы, бросать свои населенные пункты, которые на равнине, и натеричные чеченцы, шунзинские, они выселились, тогда смогли. И точно такая же акция проходила с назрановцами. Они должны были выселиться, и им помешало только то, что выдвинулась одна колонна, армия из Владикавказа. И это как бы прямо в документах говорится, что это помешало выселиться назрановцам. То есть вот эта история, которая пишется победителями, сегодня трудно говорить конкретно о тех событиях, да? Они могли быть по-другому. Поэтому вот эта вот оккупация... Это вот будет... Давай дальше проговорим. Это первое, я хотел отметить момент, 1840 год, когда назрановцы, по идее, пытались выселиться, и это у них не получилось. Выселились бы, это совсем было бы тогда по-другому. Потом перенесемся в развал царской России, образование Горской республики. Горская республика была провозглашена, в том числе вместе с ингушами, да, и ингушская элита в этом участвовала. То есть это уже провозглашение независимости. То, что после этого там большой кризис происходит, как мы знаем, и что какая-то элита ингушская входила в союз с большевиками или коммунистами, на каких условиях, вот оттуда будем отсчитывать, да, если этот союз происходил у ингушей с коммунистами, с большевиками, он происходил на определенных условиях, если эти условия не выполнялись, то, значит, это аннулируется. А все, что после этого считается оккупацией, потому что добровольного нахождения ингуши не соглашались. А мы знаем, что советская власть не соблюдала те условия. Были те же шариатские суды на территории Ингушетии, которые точно так же ликвидировались, и это все подавлялось. То есть можно и оттуда отчитывать, что это идет оккупация. Почему? Потому что договор не соблюдается, и уже методом силы устанавливается своя власть. В
44 год или 34 год можно многие даты брать, которые можно считать как оккупацией. Почему? Потому что у ингушского народа не спрашивается, хотят они, не хотят. Это делается насильственно. Дальше возвращаемся в 90-е годы. В 90-м году вот это провозглашение сначала на съезде Декларации независимости, а потом Верховный Совет через же это. Там участвовали депутаты и со стороны. И вот эта принятая декларация о независимости, она была принята вместе с ингушами. И поэтому Чечено-Ингушская республика провозгласила суверенитет 27 ноября. И получается, мы вместе вышли тогда и провозгласили эту независимость. Это раз. Я знаю вот это то, что НИСО, там, НСИ, как две группы элиты, что они хотели обратно вернуться в РСФСР, но давайте подчеркнем, что ингуши вышли, и вот это провозглашение независимости у нас было вместе. А то, что после этого и НИСО говорила о создании республики в составе РСФСР или НСИ, это всегда было четкой, четким требованием или обозначением главного условия, это возвращение вот этих земель. А Россия, значит, не соблюла. Это же на этих условиях проходил референдум. Какой вопрос был поставлен на референдуме в ноябре 91-го? Это провозглашение на определенной территории. Если эта территория не возвращается, значит, это и точно так же, можно сказать, и аннулируется. После этого, значит, происходит оккупация. Это просто с какой стороны к этому подойти, мне кажется. Небольшую ремарку я сделал бы, то, что сказал Муслим, по поводу НИСО. НИСО несколько раз меняли свою политическую позицию в этом вопросе о независимости в сторону возврата ингушских земель, отличие от НСИ. Это небольшая ремарка, справедливости ради. Вот, Мохаммед, сначала по тебе, вот то, что ты говорил, как я сказал, вот в 17 году царская Россия рушится. Два брата Джабагиевых, чиновники царской России, один депутат, один землемер, Арцханов, всадник дикой дивизии, Саутиев Муса, Тонт Укуров. Это та же самая элита. Именно она берет на себя дальнейшие функции. Так, Ансар, то, что ты говоришь... Они элита, но не Гуцериев. Они были образованные, умные люди. Ну, Гуцериев тоже умный, подожди. Это тогда было, сейчас у нас другая элита, она более крепче, если что. Смотри, Ансар, который ты говоришь, точка отчета. Совершенно с этим согласен я. Историческая память заложена у чеченцев, и они рано или поздно к этому вернутся. Это факт. Но я говорю о другом. Чеченцы проиграли не в войне, это было понятно и так, что силы не равны. Проиграла идея, когда просто-навсего, вот вы всегда, когда говорите чеченский опыт, вы имеете в виду военные действия, вот это самоотверженность, героизм. Но я говорю о другом. На самом деле жизнь же строится не в войне, а после войны. Дудаев пришел в 91 году, я его застал, я эту революцию застал. Я знаю, как Дудаев руководил с 91 по 94. От того, что Дудаев красиво говорил, это не значит, что он был хороший президент. Внутри республики был абсолютный бардак и анархия. И он был головой этой анархии и этого бардака. Это как президент. Это был абсолютный бардак. После 96 по 99 вы сами знаете. И примерно простой народ, который живет, в один день он просто... Вот сегодня есть Кадыров Рамзан. Многие говорят про его вот это положение в обществе. На самом деле это тоже оторванность от реальности. Это компромисс, где народ выбирает стабильность взамен того пути, который они имели. Это компромисс, который имеет место быть. И Муслим, по твоим 3 датам, 1840 год, многие присоединяются к Шамилю, это я знаю, но это имамат. Имамат Кавказа, можно сказать, да? Сегодня мы речь не ведем об этом. Сегодня, если ты каждый отдельный народ возьмешь, чеченцы, ингуши, да, кстати, все говорят о своих собственных проектах. То есть здесь связи нет никакой. 17-й год, который ты говоришь, когда Горскую республику образовали. Это, во-первых, у Джабагиева не было сторон. Именно поэтому ему пришлось эмигрировать. Джабагиев уходил не потому, что красные его поджимали,
потому что в Ингушетии ему больше жизни не было. У него сторонников. Это вот эта Горская республика, которая тогда образовалась, Чермоев, Джабагиев, она номинальная была. У них, по сути, сил никаких не было. Как элиты они смогли вот этот выехать, вот это сделать, потом в эмиграции. По факту ничего не было. В 17-18 году у ингушей был договор с красными, с Орджоникидзе, и они его горячо поддерживали. И вот эта ленинцы, вот эта ленинская партия, она свой договор на самом деле выполнила. Все, что Орджоникидзе и Москва обещала ингушам, именно коммунисты, они это слово все выполнили. То есть и земли вернули, и начали строительство, Арамхи курорт тогда построили, мукомольный завод тогда. Вот это все инвестиции пошли, все было. 2 ингуша были в Центральном комитете партии в Москве. То есть и еще один момент есть. Сами ингуши в те года очень активно становились коммунистами. То есть вот этот атеизм, вот эта идея, она очень сильно начала входить в общество. Потом ты говорил 90-е годы по поводу неисхода. 34-й тоже говорил, Тимур. 34-й и 44-й. А 34-й год что у нас? Соединение, конец как бы ингушской отдельный. А, это соединение 2 республик, конечно. Ну, соединение 2, это уже внутренние дела внутри государства. Тут надо все-таки понять, что это уже партийные разборки. Интересы ингушей же не соблюдаются. Не соблюдали. Но они уже внутри государства, и там у ингушей нет политической силы, которая заявляет о том, что она... Ажил, я можно вас на 10 секунд перебил? На 10 секунд. Ажил, вежери, хендер долуш. Ажил, то, что было, то, что... Это все было, да. Ведутся, тыгану духалды, тыгану хугел республики, а сегодняшнем мне то, что было, да... То, что... Хажил говорит, то, что было, это очень важно. То, что было, очень важно. Мы знаем, что ты подкованный в общем, в истории, в общем всем. Да нет, не вопрос в этом, вопрос не в этом. Вопрос о сегодняшнем дне, о сегодняшнем нашем народе. Что надо ты делать? Сегодняшний день и завтрашний день никогда не сможешь выстроить, если ты не знаешь историческую параллель. И вот все, что история очень важна. Не надо знать с такой страной, как Россия. А как ты ее узнаешь? Как ты ее узнаешь, если не соблюдаются никакие права? Как ты ее узнаешь? Ты вышел, да? Что я недоволен. Меня ставят сразу. Развейте, давайте в лоб пулю или что тебе в карман. Как жить с этой страной? Тамерлан, вот не с яхцу, давайте говорить о будущем. Ингуши все хотят жить спокойно. Будущее, дело в том, что... Не знаю, с другим нету. Всякий вопрос, ты вообще куда-то залез, о чем-то говоришь. Нет. О чем речь вообще? Если так упрощать, тогда зачем вы все время ссылаетесь на это? Пускай Тамерлан скажет, что делать тогда. Вот просто хотелось бы услышать, что делать. Подождите. Я говорю о том, что Тимур говорит, зачем вы, я говорю, что не нужно обобщать. Здесь сидят 110 с лишним человек. И если кто-то выразил свое мнение, не нужно говорить, зачем вы тогда. Здесь есть конкретные люди, представители, которые могут говорить мнение комитета. Это я, это Абдулла Эги и Тариев Магомед. Все, что сказали эти трое, здесь на сегодняшний день имеет вес и основание. Все, что здесь сказано другими участниками, оно может быть как совпадать с нашим мнением, так и может не совпадать. Просто хотелось бы услышать от Тимура конкретно. Вот мы неправильно дискредитируем идею государственности, все ошибочно оцениваем, элиты есть, а мы не элиты. Хорошо, что ты предлагаешь? Пойти на поклон Гуцериевым или объявить демократию или что? Какие действия мы должны сделать с твоей точки зрения? Вот интересно послушать твою точку зрения. И у меня нет никакого видения, кроме того, что сейчас по факту есть. Есть республика, она в составе России. Есть то, что мы реально имеем. Вот, и когда я Ансара спрашивал в самом начале, когда я говорю, ты вот все эти планы говоришь, вот разрушилась Россия, вот это все произошло.
как ты себе представляешь, что это? Вот там есть эти элиты, там есть большие барбосы с ресурсами. Они это же все не отпустят. И не то, что не отпустят, у них есть возможности это все делать. А ты предлагаешь нам смириться или ждать, что выйдет? Я вообще предлагаю, я ничего не предлагаю вообще. Вы предлагаете. Вы изначально Не, мы предложили. Ты сказал, что мы дискредитируем идею государства, Нет, что есть эти барбосы, и нам ходу нет. Я говорю, что эта идея вот эта вообще есть с учетом всех обстоятельств, которые у нас сейчас есть геополитические. Это если само по себе решится, то другого здесь пока нету, я не вижу во всяком Но случае. мы не хотим быть в роли таких наблюдателей. Вот мы там, кто-то в Европе, кто-то в Турции, вот мы сидим и ждем, наблюдаем, и жди, ждать без محمد بيجري بيحكي باخص حجلا تيمور وينك هذا الدراسة سو أقبلها يقي واردي يحيوان دهن سغلق أنا ألشي ويغلق دي تيمور حوجي سوجي سجي خاطة عمدو أتش إشت أوز عبها أخيش أبسودي توري أنتو أتش فخيت شان أو وري أنتو أتش حق عيجل كريتيك ويرزي تيموت تيجو أتش ويحمدي قادان تحون ويوجي دعدان تحون وحمدي وجه كيش دات حون عوجي سوجي خاطة عمدو أتش يا فليل دواج أنشوف يا أي تخغلغا بريستويتل تخوتها والله جويا أخش يرى ملكيك دان تحون خيش تيجوريش تخنر сегодняшний реалии قيت يوي واجياخ Ну как ты себе это вообще по логике представляешь? Ханец хамдик яах атрук. Ацигбутуш бол элитуш би эштигер дабоудуш гуддуна цанах самый четвертый государство, и потому что они себе больше места не найдут. Тахан шей ахча ди долги кунхи бацаш, тахан одинет дуалчина. Тхугар елжал информации намного дукагиях, шей фулил духоях, язык подход яхал изра изначально тхун. Аль предложите хамдите брат. Но асхугиху яхун саугики вар баандун сто хам ишижи сто рут ишижи сакхан ватсан сто дахят шмалу нахад дук я бихамди юху очередной раз малыш буцухуш был аферистыш бицар дугжлаттыш дер юху яшра датсон яхамадатсон юдал датсон яхаймехкер ди цак хамдики шош хугватсон ايش دون ودنيت لاتش دل عالطغن يرش ابدر جات اغار فيو على تصدوخي يا غير ثاني اتنشين يقول عكتيش الدولج وصفدوا القيت جوا كذا دقوش اشتت ده ал мастил жахат суназер просто реалист тяжелый юм брат тагын Тимур, все дается, автор. Как бы ты модернизировал бы идею о независимости, исходя из всех выше тобой упомянутых исторических фактов, ну и с высоты пройденных вот этих вот, не побоюсь этого слова, лет? Я думаю, у нас нет сейчас другого варианта, кроме просто как ждать и развиваться. И Аллаху алим, как дальше ситуация повернется. Я знаю, что если примерно вот этот распад империи, так называемый, произойдет, или если он идет, это будет время больших испытаний, которые, возможно, мы не сможем пройти. Он должен быть использован на то, чтобы укреплять единство, развиваться, учиться. Вот. У нас, например, сегодня есть большая диаспора в мире. Почему бы, если, например, вам, находящимся за пределами республики, не заниматься этими вопросами вот именно в диаспорах по вопросам образования, развития, единения, единства, вот такие моменты. Смотрите, плюс без уклона, который вы делаете, вот именно вот тут же надо понять, у нас в нулевые годы в республике произошел такой раскол в обществе, да? Хотя вы его вот сейчас пытаетесь представлять иногда как ингушское сопротивление, хотя мы понимаем, что это все отголоски чеченской войны, в принципе, которая просто перенеслась на территорию Ингушетии. По сути, Ингушетия оказалась туда вовлечена. А до этого это было отголоски войны имама Шавеля, а до этого и до этого. Да, но это никогда не было исходящим из Ингушетии, правильно же? Тимур, это же не было исходящим из Ингушетии. Тимур, ты сейчас, вот, к сожалению, ты вот, я не знаю, ты смешиваешь все и преподносишь
А так, как будто это безальтернатива. Во-первых, то, что ты говоришь, ничего не делать, это будет всегда, это было всегда позиция некоторых людей. Я бревно, где меня течение прибьет, там и разберемся. Всегда были такие люди. Есть вторая сторона людей, я буду сопротивляться течению, терять силы, сражаться и оставлю за собой след. Мы из категории той, которой мы говорим, мы будем стараться. Мы будем делать все возможное для того, чтобы оставить след в ингушском народе, что ингуши стремились к независимости. У них был вот такой устав, у них был вот такой флаг, у них был вот такой герб, чтобы оставить этот след. Ну, у нас Вот же что есть важно для нас. и флаг, и герб, и республика, и столица. Это же все там есть. Ты сейчас хочешь, Нет, ты же это подменяешь сейчас. я не подменяю. Это совсем разные вещи. Ты сейчас говоришь о государстве, в кавычках, внутри Российской Федерации. Это Да. ложный след ведет к ложным результатам. А как ты Понимаешь? думаешь, ингуши во всем мире, даже не живущие в республике, какой флаг они считают ингушским? Тот, который официально сейчас в Магасе висит, или тот, который вы представляете? Смотри, мы начали свою деятельность чуть меньше года назад. Ты сейчас меня спрашиваешь, какой флаг они считают своим или чужим? Да. Это же не так. Мы сейчас говорим на перспективу, которую мы работаем. На этом пути можно работать 10 лет, 20 лет. Посмотри историю Грузии, как Грузия пришла к своей независимости. И вот Посмотри. посмотри на ее историю, Ансар, вот посмотри сейчас их вектор политический. Несмотря на то, что они прошли, Не имеет не значения. учитывают Не эту имеет политическую реальность. Не Они, имеет имея значения. 5 миллионов населения, выходы в мир союзников стратегических. Ты хочешь сказать, что грузины живут хуже, чем ингуши? Я хочу сказать, что Грузия сегодня изменила свой вектор и сближается с Россией. Причем тут вектор? Хорошо, сближается. Я тебе еще раз говорю, Грузия неоднократно исторически сближалась и исторически отдалялась. Если ты эту историю посмотришь, ты знаешь, есть времена, когда они сближались, есть, когда они отдалялись. Всегда так было. Когда персы на них нападали, они сближались. Когда османами были проблемы, они сближались. Но, однако же, русские их неоднократно кидали, обманывали и оставляли один на один с их бедой. И они прекрасно знают, что русские им не друзья. Вопрос в геополитике. Как маленькому народу сохраниться в этом большом мире? Вот о чем речь. Я считаю, что это выстрел в ногу, причем в коленную чашку самому себе, потому что человек, который апеллирует тем, что нету выбора, при этом сам говорит о том, что у Грузии вот он есть выбор. Сначала делать так, а потом делать так. Так вот, в этом и заключается вся выбора, который у нас нет. Хорошо, будем мы свободны, будем мы свободны, будем мы за тобой следовать. Ты захочешь обратно в Россию. Ты мне скажи, сколько Грузия сражалась за свою независимость? Ни одного дня. Они ее получили на подносе в 91 году, правильно? Как получила? Вот именно об этом Украина сейчас и шла речь. Правильно. Ну, пусть тогда и мы, может быть, дождемся этого подноса. Муслим, Дождемся. Тимур, я задал бы вопрос. Я понимаю, мы, по-моему, хорошо друг друга понимаем, что история имеет важное значение. Давай тогда я соглашусь с тобой, вот, чтобы вот так диалог дальше шел. До 1934 года все получили. Хотя, если с точки зрения культурной оккупации, как Ансар вначале сказал, если происходила секуляризация, людей как бы отрывали от своей религии, от своей культуры и традиции, это уже плохо должно быть. Там материальные блага же не главнее для нас. Это как бы галочку там поставить хочу. Давай с 1934 года возьмем. С 1934 года по сегодняшний день что сделала хорошая Россия для ингушского народа? Что она принесла хорошего? Я про другие народы не говорю. Почему? И следующий вопрос. Почему ты надеешься, что в этой России, которая уже раньше были коммунисты, была идеология, да? Это какая-никакая идеология. Сейчас никакой идеологии нету. На какое светлое будущее в этой России ты надеешься, например, вот на эти два вопроса? Смотри, вот давай первый момент возьмем, нравится нам это или не нравится, но именно вот эти
как народы мы существовали, но именно как нации сформировали нас коммунисты. То есть это была политика непосредственно коммунистов. Именно они дали нам свободу эту. Мы на Кавказе, вот это все 20-е, первые года были комиссии Свободу от специальные, где кого? горцы между... Тимур, свободу от кого? Свободу от своего присутствия. То есть там давления не было. Ингуши с чеченцами границы установили сами друг с другом. Там никто, когда с осетинами левый берег, где Балта спор возник, тогда вмешивалась московская комиссия, там дольше разбирались. Одним словом, вот эти национальные автономии, Тимур, они образовались... да, я просто извиняюсь, перебиваю. Я просто хочу подчеркнуть, что ты, когда говоришь, что касается чеченского народа или чеченской истории, или вот то, что ты сейчас говоришь, я с этим не соглашаюсь. Это как бы твое мнение, твой взгляд. Хорошо, Муслим, скажи мне... Я хотел бы сейчас подчеркнуть, я хотел бы подчеркнуть о тех восстаниях, то есть мы не ходили добровольно под советскую власть. Мы сражались, это известные факты, много восстаний, до 1932 года более большие восстания. Поэтому, когда ты говоришь, что чеченцы, это какие-то чеченцы, которых мы не будем признавать за чеченцев. Мы сегодня кадыровский режим не признаем за чеченцев. Это я просто подчеркиваю. Какие-то предатели, если идут на сотрудничество... Ты говоришь за сегодняшний день или за... Без разницы, из-за прошлого. Мы знаем, что какие-то чеченцы были обмануты советским режимом, или как Мазлак Ушаев и другие предатели выполняли их как бы поручения. Мы их не признаем за свою элиту. Абдурахман Автурханов — это яркий пример. Хасан Исрапилов — это яркий пример. Это люди, которые поняли вот все зло, что с этим советским режимом было связано. Все это просто... Тимур, я просто, если ты много проговорил, я просто хочу для слушателей подчеркнуть, что я не соглашаюсь, раз. Второе, я прошу извинения, что я вмешиваюсь. Мы братские народы, мы одного корня, мы соседние, и меня как бы беспокоит, кто будет соседней Ингушетии. И я только вот так вот сюда вклиниваюсь, он сюда бяхмобилась. Я муслим, во-первых, тебе этот период, когда я говорю за Ингушетию большую часть. Тимур, муслим, تكون ديك دق فيزج ديك حاش وعن تخو والله برات تكون ديك خيتون وزواج تخو ثاني وزواج الله رياس خالن الله مالغ долтун جزاكم الله خير. Я просто вмешиваюсь, он бяхмобилаш, лула дуай, гоужоуши, дихкан дуай. Ваше светлое будущее, наше светлое будущее. Мы взаимосвязаны. Я поэтому на этих правах как бы сюда вмешиваюсь. Я надеюсь, поймете меня. Муслим. Бяс вашу гуа, Муслим Хозян. Хорошо. Муслим Хажил Цуду Цирди — это процентов, большой процент, скажем так, простой нахби, с Ингушетии Бахжбо. Царк Ахахтери, да в любой республике. Цана цаккой развалится, цаккой государственности, змацханхант. Все хотят просто спокойно, нормально жить, и это абсолютно нормально. Совершенно это абсолютно нормально. Да, вопрос в другом, что мы сегодня говорим о том, что все катится к чертовой матери, эта страна, причем это гаски поставили цель эту страну убить, и никто эти гаски остановить не может. Ни Америка, ни Китай, никто. Селхан Вахаваха Путин к Северной Корее дачи их вывел из себя Китай. Китай им там сейчас начнет делать подлости, я не знаю, сколько русская экономика выдержит это. Поэтому сегодня, если мы будем разговаривать с людьми с точки зрения военной зависимости, еще туда-сюда, это не будет иметь того эффекта. Да, в Чечне они перемололи, в Ингушетии они запугали, там они тут всех подсадили на пенсии, на социал и так далее. Мы говорим о том, что завтра, когда эта империя рухнет, ничего не делая, ингуши окажутся такими же, как и в 91 году, когда Цака и Адал, 23 района, 3 сельсовета и ничего не понятно. Мы говорим, давайте не будем ждать этого. Давайте сейчас действовать, давайте. Рассчитывать, что за нами побежит 80% или 70% или 60% даже процентов населения нас поддерживает, я вообще нету никаких на этот счет иллюзий, потому что из России все равно будут сидеть люди, которые будут говорить «Ханиларка из России». Тимур, я надеюсь, ты ответишь на вопрос, который я задал. Какое будущее что сделала Россия? Я тебе говорю, изначально национальные вот эти автономии есть, как нации. Вот ты говоришь чеченскую, я и чеченскую историю
тоже могу тебе сказать, что чеченская история, там, 19, имамат, Шамиля, вот это все, но именно вот в современных реалиях автономии, границы, где вот сформировались нации уже, политические нации, это именно мы берем свое начало именно вот от коммунистов, когда они сформировали национальные автономии, начали, значит, элиты появляться и так далее. И вот это все пошло оттуда. Вот. Также 24-й год – это ингушская автономия образования. Тимур, да, Это мы, первый чеченцы, момент. считаем нашу нацию, это имамат, просто подчеркну. Мы не считаем Да, но коммунистов. имамат, ты же знаешь, что имамат – это Чечни и Дагестана. Это более цивилизационный проект был, исламский проект. Да, Это но не был первые национальный 3 проект. года это сугубо в основном чеченский был. Первые Тем не 2-3 менее, года. это был цивилизационный проект. Исламский, как Эмират Османской империи. То есть всегда вот это был момент такой. То есть это не был национальный проект. Поэтому туда присоединялись кабардинцы, ингуши, казаки, черкесы, все. Правильно? Тимур, да, но сначала мы как нация на этом объединились, и произошло Муслим, единение. именно И вот вот это я чеченский, подчеркиваю. такой, как бы чеченский, как национальный вот именно такой проект, он пошел все-таки тоже с этого момента, как и у ингушей. Теперь ты говоришь, что нам сделали, что это уже другой момент. Я тебе Такое скажу, светлое будущее в этой России, которую мы знаем последние, пусть будет 80-90 лет. Какое светлое будущее ждет ингушей. Вот мама тоже на это акцент делала. мы не знаем, как дальше история пойдет. Но мы сейчас, по факту, я скажу вот такой момент один, который вам не понравится или понравится. Ну, на сегодняшний день Ингушетия внутри, альхамдулилlah, нормально живет. Люди живут, в принципе, нормально. Мяждики есть, ущемления нет. Люди ходят. Конечно, если вышел против, это понятно все. Но в целом, за исключением единичных вот пока моментов, беспредел тоже Не, вот есть, теперь, разговор Тимур, нет. Но все же... Тимур, смотри, здесь необходимо очень сделать ремарку, потому что ты, вот, опять же говорю, ты разговариваешь в определенном бескомпромиссном векторе. Это очень Возможно. неправильно. Хорошо, Смотри, согласен. всегда в истории, если мы вернемся в ингушскую и общекавказскую, были времена оттепели и были времена насилия. Правильно же? Правильно я говорю, Тимур? Все верно. Да. В данный момент мы находимся, можно сказать, во время оттепели, если так можно назвать. Так ты считаешь? Ну, я бы считал эту оттепель начала 90-х. То есть первую республику, когда Руслан назначал министра МВД, все, так далее. То есть насилие, которое мы прошли после 90-х, после 92-го года, ты его считаешь как благим временем для нас, правильно? Нет, это как раз-таки наоборот. Но тут есть и другой момент, что вмешались факторы извне. Так это благое время сейчас или дурное? Вот сейчас, вот когда мы прошли уже вот эти нулевые вот эти моменты, которые, по сути, гражданской войны к тому моменту приведшие. Не-не-не, это не гражданская война. Ну ладно, пусть так будет. Ну, да, образно, не гражданская. Гражданская война, смотри, Тимур. Она не была гражданской, я согласен. Да, гражданская война – это когда идеологический раскол идет внутри одной нации, и они сражаются друг против друга. Ну, хорошо, да. Элементы этого были же? Смотри, там был третий фактор. Если бы не было третьего фактора, тогда можно было об этом говорить. Третий фактор был, но при этом элементы этого были. То есть сопротивление состояло только из салафитов, правильно? Мы же понимаем. Хорошо, где были ополчения против салафитов вооруженные? Где эти люди были? Милиция. Нет, это милиция, это регулярные государственные структуры, правильно? Именно они и были, да. Оккупационные структуры. Да, оккупационные. Нет, вот тут опять же идет подмена понятий. Они не были он не считает, что это оккупационные, мы считаем. Это без разницы. Здесь вопрос терминологии. Оккупацию можно считать именно как государство, состоявшееся. На него, если напали. Ансар, один момент просто объяснить. В 91 году ингуши объявляют создание своей республики и выбирают своего президента. Это факт? Ты его признаешь? Да, конечно. Ингушетия, значит, создает свой МВД. Признаешь этот факт? Ну, оно было расформировано потом. Нет, ты признаешь, что у нас был свой ингушский МВД, положено нам по штату, правильно? 5000 человек, у нас был штат сотрудников. Так. Теперь, почему ты этих сотрудников через 10 лет ставишь в статус оккупационных войск? Очень просто, потому что, как обычно, Россия забрала у нас суверенитет и просто после того, как они укрепились, аннулировали все договора, которые... Ну, это тоже тут очень сомнительный факт. А я тебе скажу наоборот. Как он может быть сомнительный? Смотри, вот нравится смотри, нам или нет, смотри, Тимур, подожди, секунду, Тимур, говори. смотри.
был переломный момент, когда открыто ингушские милиционеры начали помогать чеченскому сопротивлению. Это факт есть. Отдельный момент, да. Были. Это было почти массово. Карбулакский, ОМОН и так далее. Мы это знаем. Отдельный момент, да. Вот. После того, как Россия начала затягивать болты, естественно, они не могли просто не лишить ингушей этого суверенитета внутри своего... Ансар, а почему они начинают болты затягивать? Ну, потому что это империя, она обязана это делать. Это нет, но есть же там логический ход есть. Нет, потому что в нулевых и после 2004 операции, в 2006 году Зязиков сдает республику, потому что управление потеряно. После этого в 2006 году... То есть суверенитет заканчивается после Зязикова, правильно? Нет, очень важный момент. Когда республика показывает Руслан Аушев покидает свой пост, я это помню, он на здании, на площади выходит, в Бакинах стоят, упрашивают его, Руслан, Амгу, они идут, а то, что он говорит? Даться вагать в эвакуацию. Это что означает? Упразднять республик, суверенитет. Нет, это не значит, потому что Руслан оставляет своего ставленника, проходят выборы, правильно? Мы же помним 2002 году выборы. Руслан уходит, оставляя команду, Амирханов идет, Хамзат Гуцериев идет, они хотят сохранить свою власть, но Руслану надо уйти в этот момент. Все. Но по моменту... Еще раз, почему Руслану надо уйти? Потому что Руслан вот повел себя вот во время чеченских событий, вот это когда он обращение делал в ООН. Ну, Путин, сказал ему уйти. То есть суверенитета нету, правильно? Если можно что-то сказать. Путин, президент федеративного государства, может в государстве под названием Ингушетия сказать президенту выбранному по демократическому принципу, сказать «уходи». Это было так. Руслан официальную причину озвучил. Эта официальная причина звучала так. Я ухожу досрочно за год, чтобы совместить парламентские выборы и президентские вместе, не тратить деньги. Смысл такой официальный. Это демагогия. Это демагогия. Мы это знаем негласно. Но гласно звучало так. Теперь в 2002 году у нас проходят выборы абсолютно в порядке вещей. То есть там что только не было, мы все это помним. Эти выборы проходят, и население выбирает Зязикова. Это тоже факт. А вот то, что Зязиков потом не справляется, и он просто сдает республику силовикам, по сути, это уже вот эти факторы, сторонние факторы, они не внутренние факторы. Я не согласен. Это не внутренний фактор, это сторонний фактор. Тамерлан, в ДНР, ЛНР то же самое делала Россия. Нет, это абсолютно разные вещи. А потом убирала, кого хотела ставить, нет, все равно настаиваешь на суверенитете. Если бы республика в нулевые годы смогла бы с этим справиться, ну, она не могла справиться, если честно. Тимур, это не факт. Это были купленные выборы. Я был среди тех силовиков, которые были за Зязикова. Давай, там нет... Сабрдеш, мы 10 раз это уже говорил. Да, грубиянство, соцувейку. А то этот человек врывается, грубит. Я больше не буду включать микрофон тем, кто будет грубить. Это первое. Второе. Тимур, я просто для себя хочу знать, какое у тебя понимание, как ты у Ансара спросил, что для тебя оккупация. Как русский появился на территории Ингушетии? И является ли эта земля, считаешь ли ты Ингушетию исконно ингушской землей? Мне просто для себя важно. Мой вопрос не актуален будет, если я не дополню твой. Просто он помял, с какой позиции, чтобы этот человек разговаривать, Тимур, чтобы понимать. Я стараюсь объективно занять позицию над битвой. Подожди, сегодняшние наши политзаключенные, вот их возьмем, как позицию, просто я вот возьму. Ты считаешь, вот тот судебный процесс, там же все юридически правильно сделано? То есть подсудимый, судья, прокурор, адвокат, вся юридическая процедура соблюдена идеально. Там ни один юрист не может придраться к этой. И они сидят в тюрьме сегодня. Ты считаешь это правильным? Ты считаешь, что они преступники? Смотри, это вообще другой вопрос, мы уйдем в сторону. Но я его могу тебе ответить. Но тут мне ответ не нужен, мне не нужна тебе. Ты знаешь, что... Да, нет.
ты знаешь, что это да, нет, не получится ответить. Когда в Москве вот эти сторонники Навального выходили, бутылку бросили, они 7 лет получали. Это факт. Мы же понимаем, что это много, что это несправедливо, но это же факт, это реальность той ситуации. Мы же ее понимаем. Теперь, когда митинг Тимур, стоял... когда ты говоришь, что откровенная узурпация власти, она проходила по канунам закона, по закону Российской Федерации, но тебя откровенно, я тебя не понимаю. Вот честно, я тебя Какую не могу узурпацию понять. власти, ты говоришь, я не совсем Вот понял. того же Зязикова, ты сам это говоришь, того же Зязикова. Зязиков был избран был. Ты только что сказал... Зязикова привезли в обозе, и сказали, ты будешь президентом, потом отсыпали денег, потом отсыпали обещания. Нет. Потом был второй тур, было сражение, это была длинная история, его выбрали. Тимур, вопрос оккупации земли, это он архиважен сейчас, на данный момент, потому что мне для себя важно понимать, какую позицию ты вообще в принципе занимаешь. Смотри, что такое оккупация? Это вот когда человек, когда люди, когда нация приходит вооруженная, занимает чужую территорию и насильственно заставляет коренное население следовать своим каким-то канунам и законам, правильно? Ну давай тогда скажи мне, когда русские приходят, Хорошо, 18 век, 1750 год, вот ты мне скажи тогда, у нас тогда государство существует там? Это нас лишает права быть свободными, не быть в крепостном У нас государстве? есть какие-то образцы государства, мы сопротивляемся, мы не хотим. То есть вот у Чечни в 91 году народ вышел и сказал, мы хотим независимости, точка. Когда в 94 году пришли, они начали сражаться, их тем не менее, Тимур, победили, мы в своем историческом прошлом имеем факт того, что раз ты урус, имя отца своего не знавший, пришел, сел на нашу землю с оружием в руках. Есть у нас такой исторический факт или нет его? Есть, но это не факт, что это оккупация. Как это не факт, что это оккупация? Абсолютно не факт. Не, конечно, нет. Слушай, недавно Эдельман, я слушал, там тоже она говорила, местами вы убили всех на Северном Кавказе, а местами не убили. При Иване Грозном татары местами убили. У ингушей была разная история взаимодействия с российской властью, правильно? Слушай, как бы там ни было, они не на своей земле. И я тебе скажу так, скажи, пожалуйста, просто один вопрос. Когда началась война в Украине, ты был убежден, что Россия за 3 дня там справится, правильно? Я вот читал твои посты. Я как раз-таки знал, что за 3 дня не справится. Но ты убежден был в их победе? Тоже нет. Абсолютно нет. Ты читал Юрию Подоляку, и был и большинство я Подоляку вообще давно не говорили мне о том, что никогда в жизни я так не думал, потому что у них предыстория была, когда они уже 8 лет до этого долбились. Конечно, у них шанса не было. Официальная часть тоже, да, Юрий, так, да, все. Официальная часть Наир Замен, Абу Малик. Официальная часть была тогда, когда по 2 минуты выступали каждый спикер. Режири, так, Тимур, хатер диси содаруго. Все тогда, Ансар. Иншаллах, я тебе единственное хочу сказать, Ансар, я вот за тобой наблюдаю у украинском телевидении, я тебя видел и в эфирах. У тебя есть очень хорошая основа мудрости, и много есть хороших объективных таких подходов к теме. Единственное, тебе нужно реальность совместить. И, иншаллах, я думаю, какая-то польза с этого будет. Баркул, в любом случае, твое мнение здесь нам было интересно и ценно выслушать. Я согласен с тобой, что, может быть, где-то я что-то не понимаю. Но я не говорю, что не понимаешь, но я думаю просто. Да, в целом, что я хочу сказать, что вот ты в своей позиции видишь что-то, да, а я нахожусь внутри. Я понимаю, что здесь внутри происходит. И есть очень много вещей, которые я не хотел бы делать вот так, но мне приходится делать так. Есть вещи, которые я бы хотел бы сделать, но я не могу их сделать. Почему? Потому что, как я еще раз повторюсь,
Мы работаем только с тем материалом, который у нас есть. Разница только в том, что, как ты сказал, Тимур, что лучше не делать ничего и посмотреть, что будет. И всегда будут люди, которые будут говорить, зачем ждать, давай сделаем. Поэтому, если мы смотрим на эту ситуацию по-разному, это не значит, что мы должны враждовать. Я уважаю твою точку зрения в этом вопросе, считаю, что она имеет место быть. Ансар, я здесь вражды никакой не вижу, и вас всех считаю своими единомышленниками. Просто я хочу, чтобы вот это дело, чтобы оно было на более разумных. Я не считаю, что оно сейчас неразумное, чтобы были более разумные точки опоры. Иншаллах, дозволение Аллаха. Я надеюсь, что Аллах делает тауфик в нашей работе, даст нам барака, покажет нам истинный путь, истину истиной, ложь ложью. جزاكم الله خيرا صدار والطاق الله رياض خلمسنا واش نلقي تاشن لملدي هاشن والسلام السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Soda arval masen de rezkal kantırdoluş za резкость. الله لا يسفهمش. Абдулла, هما да остается. В общем, например, خلوا дискуссии шери, например, Алгай, ком со мной согласен или не согласен, короче, с чем согласен, например, я не знаю. Вы между фотояқыжы, между сандолжды вы дин дилды долж вы паргатта долж. А я пример жери якутся кошлыж, если, например, ночью ханя пияля примеры же вообще абсурдный пример жери. Сега дороги кому можно сказать, вот там-то вообще параллеешь, и цуялею. Сега в начале 90-х, дек кому арадиана, он раской иш бац, ночи чоя, хаш камел деш, митинги, да геохкуэн, сун да геош митинги, со кого говоря, да геоху гесунш. Так что геохш, не тут чего уже шанс. Можно сказать, больше 90% народа ночи арабиана, Растшка, дакаст лушпар, так эстер. Цултиха, за 3-4 года хамдензери, беспредел флори, наглядный, бухтан, мадас, здесь в первую очередь, джагар дудаеван, дас, сингбог бейтензер, как он хотел, что йык куслужа, жгаски кафе, йык куслужа, шик каиглуштар, дукку каигарцу. Цу игр, команда ярцен мощный. Молодежь в основном до 30 лет, Шамиль, Дохка, Хамза, Зелимхан Эндрбиев, Кешгуаха, Уцаров, Масаров. А что молодежь, команда, ой, жаухари. А сандуч дес, юхсан кегдеш дес. Например, Америка, эггерч, ога, демократическая страна яхш. Из демократии, в Америке, да, уати, масс миллион индейц винуцар. В Европе диалар, Европе демократический, ханс хознисен, пример гойкиш, государство, кафешки, государство. Эсатик да уаттере меллец и адагайтат сатик. Вен таганти адохтиш дат. Ханс пример в 2004 году муджадиш, чеба галгаймахка, ерге республик. От начиная мергежих ламаз да, а что дошло? Айрламаз дечи, азан дечи, анан ардиал. Мохкар. Тотик долчи, она машин 20 примерно насчитал, может больше было. Герж сани хабяхак, бадла ажи мурдя, буба яхш бонах. Хабяка герж сани дутхо хаал позиции мычая у движения вахтудя. Но кто мог ожидать бадла ажи ховайн, иш факиди ховайн, цанца, фуриуду ховайн. Но тем не менее, я был при Цуханах, молодой усо вообще приятно удивлен, но сам брат ворца рюстру, сургуту, олсуну, сургаги оласкаме. Сега цуялар, давалялар, изнах боузат фонят. Власть хуслу жимуаттыш, хабях капханжан. Вейцани, вейцбан. Дало, издош. А он был прав. Иш бяхка барыш. Та асфях, тахана, шуанер дизи, Шуаня коммунизм езиян, навязать яир, алгашты, то Ерги Кавказе гасыш. У нас же никто ничего не спрашивал. Референдумы жьют. Абдулла, не говори, есть теория у Тимура, что да. Так до референдумы жьют, мало референдумы жьют, короче. Бага-бага, основной масс, короче, яга-яга. Так Паймар, саллаллаху алейхиссалам,
شي بويمر دساتشان دالا إنسان كذب بناخ ريفرندوم يوي دخا بناخ موجب هذا دخا مشرك ياخذ لعبة بيزرش أبسورد ديس كروش ترى يف ريفرندوم يعني كفيروس يقع حتى ينرك سو دختي شتاتم قدو سبيكتاكل ين نوختي ونوختي شو داخ ما داخ هذي بيت دعبيالش نوختي بوش بو انت بولش بلا ريستي داخش وجه دوي سنيان خوي نوختي بي يعني اخش داخ شو انا والله داخ شو نشت بوش بو نوختي نيان خوي ستغوشي از وابشي ياغاز نوختي وغا референдуме وغا ثاني واخ يعني представить до война в Сагви, который помнит 90-е годы, первый том Дабянчан, Хандагиорш. Благодаря спектакль ярыс. Также референдум может аннулироваться до цара, если даже кому выбрать, то дин выбрать тяжко. Скажешь, сани бахш будешь, бусу пампкаш, бусу хаецу, а что референдум, даже добровольно бага аннулируется до шариат царь. إيش قماش جبنا أبسورد قماش ليش он не мало того что хает غلاي кам если бы нохчи ханьо политик да геофсон соци канусо ёхцу фохануга ну сам дагда сундагдор хавуч баш может эрити гучриевар гучри луц дукку хамдасы гучри между прочим муджадиш $32 миллиона должен он вон إذا أدينا فيديو واخد جاس أبو يدري شمل بيه تسوكروجي حدث ديزان عوض تعدر سمس عن عوض تعدر يحق ده عني خطيات власти из власти واغي يحتش Путин к власти валиха власти вен морز но он укрепится дلها из Ходорковский из бичежи жуктити камбо они Путина хотели смести цегеши власти бахты яхтиш барыш и с ними дружил этот Малвер ингушский еврей, молодой, Михаил Гуцериев. Он тоже. Но он поплатился со своим сыном. Водорез дал Англии, водорез Йохшикаул Кудуач Хеншталь. А ему деньги дороже жизни, дороже сына, дороже всего. Да? Он вернулся, короче. И вот Роснефть, а вот вернулся, короче. Неважно. Так она غلغة قام خاطرت حنو коммунизм. Так вот ты чан. Что они зигерят. خاطنزر. غلق أما خاطري يا ديمقراطية يا أخي حق خورسك ما الذي يرسن حينشا خاطنزل حاوين تقريتن السلام عليكم ينقشيم يانجح بقول شاش ساعات إمام معدي فين سوسلم دنشن وعليكم سلام يا أخي لا تبو باقينا أبوي والله حنزت يا زديش تديسون باقينا أبوي أنا знаю все прекрасно я غاسق بيشش وين دكتور دحش بيحكي باتش وين دكتور دين دحتسر تندينا نصروا نوع سام прислуживаться Ют первый том был чан нохчи чё галгай аммо он же много садыш. Бар, но цот афгалар. Подло напали ёх на Ингушетию. В 2004 году. Подло напали. Подло напали агats Абдулла, подло напали агats нахе даках болбан. Садвижен юлендер 97 8 6 годаж доведутся. Абдулла со ваху шо диги да ё сханыш. إذا أخذت فيه ويا فت إذا صادوش ألتوسو إيش نوختي باتر إيش فنات يجبر مالك يجبر тем не менее إذا تا الله تا негативный يوج момент شميرتيش момент شيء كتير إيش момент الله نقدوش حتى بخش بوست говорит сасу да алтлай حتى وخش بوست انت جازج دي 44 45 باسج جازج دي تش ويجري دي السلام عليكم حتى وخش دي جازج دي تماما شي دي تت ايش момент شي دي ابلا تت وين دليجي ايوش خندا جوخ ايوش خندا جوخ انت جاغت انت جاغت ايوه холдик адакс يو سويق خانوسك دوختيش وخان واحد حتسوغان тебе 16-15 лет тебе не больше. Так мы что, жма тебе сейчас сколько лет? Мелхая? Эй, 42 на данный момент. 42 лет, что мелхая рада? 17 2004 год, так сюда, Питер Собадрович. В общем, 2004 год, такая нападение, муджахид, чебагля,
تخلنش غلاي مجاج بين نوختي مجاج نو وصلدش اس خلي ميتنج يجي غلاش ميتنج يجي без нах бабиш дахулыш просто так бесследно бабиш давахш варгала кегенах просто вахабиш бояжаш гранатиш подкидывать теш сарледиш соцяш та митинге дагмадоги галгай şu an дагмадоги я мемора лёчи мехти митинг ячан 2004 году марте дари апрель дармаш шоксо митинг ячан мен хада бяка боқиш нахак эз мелдош док амялждиш дасаляккар أخ نزاني شبكة كان يرجع بريسبوبليكي شبكة كان بابا منتش زوانيش بوسمنيات إيت إعداش بوسمنا بابا جماعة كرو شيء تان ما إجماع بابي أنا برم دان دارس سجاه أميرش أخ ميرني نخ بابا حاجة ملا ميرني بابا نخ بابا سجاه بس أخ الساندوتش ده يغاس طبعا ساندوتش ده أشوف فيديو ما يأيس كروش أبيسنياتش إس нападение حنير операция беком возмездие это я есть он мне утверждает он хамдаг да жок бердар yok короче со бердали со муджадиш сани вар муджадиш тхож тига бисабо муджадиш тхож мрисо ханцхано уи со фодижлен уи وين اخاه مشاور هدر عبد الله ناخذ حمزه гилай вала ол су yorqis Вы мне не рассказываете, вы мне не рассказываете про этих анышханов. Сундак дикдаги олш. Абдулла, для понимания, вопрос, дорогой брат. В каком году хиджрат тета веймехкер? Аз масайтац арвянусо амиру цаука вахта. Последний раз в 2009. Цунек это официально бэйат в каком году я не? Бэйат яр. Вот эмарат кайкеля. إشكالي بسوا بتشاقي وش أمير تخانة مسخرو أصلاً وش سنيا تويا خرديش برق والله مختار مجاهدش نبرمير بعباي أحتيزي حمتو عندوش ده داتر يودوك وش أنا بيعت درق سنة أمير جبي ولايات الأمير جبي بيعت در تاع ولايات الأمير جا تار جب مجاهدش بتشنيوني مبي каждый ور بيعت ديجواس نو دوك أنا سيليشنا بيعت قلعخنو سويا خردش خنو إن شاء الله с первых дней можно сказать доку имарат кайкенш денс Абдулла цу горцу дуцерди сон казик ткоан хок долларыз момент Малгабеки первый самый первый виннич был гаишник Вирцигич Садевич ваву Махмад Деваш хаздо каятш дакал гырыз цыя циркхан балгеш долцына цун куга қитыш ди герц цун чашк дахош цун цыр напарник вууш я кахдих я разат багачха первый случай я растуга нохчи варыши ляцели ацырыш дахи цырыш цултеха короче фэсбэштик шхабях дахи цырыш первый скиттардари эштдар خميخ خنر بي مالجبسكي ريون خنر أسفل خوي so в общем именно магаз я надеюсь да халилось вот магаз хавир дуканяца бухтештеком хавир хаво конце хавирс ингушетии аж на заюштовский районе ворс так бакуни сонос именно моменты доку имарат кейкичан со момент так короче со баку но сон хоже видео чокосги يعني ачсо цахано сон цах дисадо камяш хо عبد الحليم الشيخ عبد الحليم الله ده أول استوديو وق شمال وداق أمال في كورس دكتور عمان دور حلقة دينس حدواش دوس برنامج مجاهد الشفوق دارشة بس وبتشعب تقي إمامات خامك إيش خامك إمنا إمارات تجي يعني صدوش تطلع إيش تعوقي بيت حمد هاتر نو أصفياخ صعبش خوك إنترسواش حمو شعور دوك إمارات تحقيق كان هدوك سمعت جواش ورشة ثاني ورق حودي جوار например из вопрос задаваешь на ханде ряхас помочь хаваряхш помочь хавале короче что дальше sai дело что как жон я хигр дош вилц керснах а حودي جو ягас сук и вопрос задаваешь حودي جو وحيتصحى يزونك اس حق تليفون تعطيش اس حقيقه دينو دوش وسك абсолют از دو حتسملو يقول سؤالك دش داعتس دش داعت مش دش داعت فيديو هي أشتغل سايو нападение я ее ингушет комментарий yazin والله مواتاتي عمو شعوري عملا منتش طبخ يتابي
عفوا دي يخش از каждый чин شيت في خوش واتش وحياخس комментарий جوسك электронный чайник хула туман хула клички شو فدادن отвечать да вагвисо например яхс вагвис что مثلا отвечать да вагвас انا شو ابو عبد المالك حالو خط جايشنك وين بوايت السخانة между вот там дабулу бояхчан адуч конец 90-х годах халфун халамды نغلش بيش كروتشي حنزغلا مخكر دوق نغلش بيش نخش تاخوش ورق نو از عياخ شوك دوق حمن سو كورسي بيتري سو حمن نغلش بيشان اتو غلا مخكر ناخ دات الچه تو نخشي چوره ناخ انا عملوي حوليو دجوي حلش وي وقت خوش دات شو так раз حماج دوش تا بابا يسنكش بابوري از دوري شالات ام بو بلچه بمبر أموني برشة أنا ما نكينا برشة نقي عبد الله رضو شو مصر Оцарь Ючел, 97-й год, дятин, тишиши, эрве, лей, сунтав, стривать да удобный датсон, и тяга пошен герсту, шелону и керпинкер, умари, уж тяга ингушей, та халетир, та задержать пин, цогол. Как МШГБ, белой барыш, и цугайн, баган тяга, джаматер, герст, тягыш, хабохша, или обменяша. Сонда ишталду, та конкретно цогол, каждый случай разбирать, я цаюлич. Халуахер, да, ну, в общем, дик балхан, цахил варе, хуш дуэн. Вообще просто проговорить далясон, что, если, например, посты считать, чем хагендол, хума, именно иметь калиеши, 97 апрель бухт бумэтфани. Сухайн хила, потому что халяхтир, ногтитюрши, ингушские МВД, как, мол, между министерствами банбол, перпинкер, я куби умар вармэтфан, зигваны. Тут خليت وين خلقنا قاعدين صار يدوش الله صار شيء مدينة سيدمو قدي شيء بوستي صار حاجة نايت وبوستي أخذ دلهم إيش تنبه إنه أنت حرش نيسي خارتي دي ثلاثة بروستي بتشوف من ثلاثة что каждый случай صار разбирать تما يزي تجا أنا وشي بقوة يتي ولا إيش وجه ولا دوخ صار صار полный картин خدعتنا نيس دو خد ده سكرتي مع اشت حنس عمر الله ديق بوبش ديك مجاهدجي ديك برش ايش نيا ديال نقطي عاش دلدو دوش الله سان شقبه ونغ بوش الله رئيس خولي سان الله ديق بوبش دق случай خنيوين دق رازم غن دعتو شو حطو شو رازم اشي شو ويج ابراودو خاص در وشريعه تزال واش نو غاسقي تكون غاسق شودر وين السلام عليكم يا يلسن يا عشا خرسيكو نزان عين سلام دن غلاش все пригородный район يا اخي واش يول جيشان пригородный район يجان قفي يشان يا يربو عم يول جيشان прыгал савадиан يرسم غونا واتي انا настоящий ингушуя ну своими словами я хас прыгал саватя يلسن تعوض تفر 92 году федор غوان غاسقش مزدوكي غو غاسقي حشي بياك خرج ازدواجات ديش كروتشي غالغاي قالنا بيرج كير اردو غوش حقش دو ديش تينوش حدوش بس ونش ندين ريسبوبليك فيزي از вопрос решитяят да эти يفكروا يا شو جعليس كروتشي ايش كنا زمنا اسيتيني يعني بريجرن روان دالو تعفل ديجوي غالغاي президенту دايني بريجرن روان وي согласиться ديجا اخوش ديجوي اللي يلسنوا يخبيا يرش باكنا بياش إخبان بحث داو من دقوا أخوك مسلم بس كاد يبغيني أنا يجينا يموتشونس ما من تفسك ساعات ساقالسك بس يانا كورة أرحي جا شانو ماري يقول جات ده للكت مقدان إيش يدقع مش جسن меня кто обманул я бы не обманулась бы не прочь я ну примерно что так солнце словаш я ж обмануться ди кич ахейша раз кхавинште ахейша انت تيمور اربع لقطة ايش تملت وات انسار стидам берешь та безапелляционно оле та утвердительное шемнение та и что дыш халохул иш сагис дыч он дальше штимо иш камел дадула та безапелляционно та камел хирмадати ар иш тибай да цар иш да дубо انت خلو تخن شيء ريفرندوم يلا يتو انسيس بين بول بلاح يتو نيسخوس بين بول بلاح هنت بيلغل مدوي غلغاي تخن ريز خلير تا نوختاني خلق ميلش مدوي تجا هنت اوتمورغا ارو لقوچور
إذا كده عيسى ولا يا نيسو شو عبلا تار جو خري زيلم خيت حنا بيحتوش دين قميص مدوي الله حق دوش اش الله تان تديت бош. То есть элита он ищет камел дехали. И получается, если цути акцент яшуй, то это условие вот этих референдумов или входов в эту Российскую Федерацию было подчеркнуто цель с возвратом этих земель. إله حدل تخرج نأبرت أعمال اللي تجا غلغة وتيبه كان بوبش خلق بيش إسكر شو دالوش تار سينس اللي ينخرج تا ريفرندوم تا دقوري الناس تا فيدراتي وندوغ ورت تاهم سبلو دادين ما ده تجا دقهم شو بدو تجا نروش دادينش داج تايت بين بول برش سبلو داد بين مبات يا انس يلا يا نيس خصن خيل يلا оккупация это называется, когда вооруженная армия заходит без позволения и садится там. Галгайшкар хэттан дин мадати цуган дечанаха. Сундер ишта цаул хар оккупация хар иш дуэльча халухул камел да когда там саго как последняя истина оли инстанция оли камел деш. Но и цуган подчеркнуть да что и даже тут и акцентировать, и внимание. И тут агаска чахматься были, что шейхум нарушить модели, это значит, цулт адега шадег насильственный, вероломный, подлый, в отношении ингушского народа. Ингушский народ ничего не обязан, это Россия русским цулт соблюдать, да, я цан, митахала. تدم سين تبغى طوال نجحسن تطيع تعناختن أكسنتيروت يشوف внимание что غلغاي добровольно чубан يرцухайна ишт рез خليرельче на определенных условиях хылхылык и даже тай условия соблюсти дин даца так значит нарушены дука тай нарушит дин чулта цулта غلغайшка хатта захваче эскаш чудалени чуалечхач оккупация, а то, что какая-то часть это не будет признавать или вот такую реальность, называть вещи своими именами, но нохтича, Кадырова арбухаш, ханс огаться доктор бог, як оболи нохти позицию или поддерживать ее. Так, сундер, лалай, сум салдуй, дицар, галгай, как бы, тем нащуешь, югай, цена, хардуй, но вай лула, дуй, воуши, дихтан, дуй. En pargatoo merschalera galgay pargatoo mersho khali sho galgay trawa ish biztamu ishtiba khali shatse tunda tasingat mekhulen galgay trawa khirdu tiyajta Тимур санна чайта ish qamel darasунам нормально хает хунда та какой-то процент galgay мнение моются выражать тяж. Так, и закономерный вопрос, Халгайшан, худик Буалгина, последний там, с 34-го года, дукой, то на дик Буал в Тахилиха, он в 70-х годах, в начале 70-х годов, дукко кирш, да, шейн хилбол, харту, и он билгал док, чух тухайн хилбол, элиты, дукой, Советский Союз, лучна, то есть, он кобалдин, да, худик Буалгина, и худик Буалгина, Халгайшан, то Россия, речь, так, Хания, худик Хирю. Я тогда цуам дик дубар цу ингушетан. Вот это проверить мацадалай. Сам сагу массофум на жваплушхач, массунага обобщенно жваплушхач, насколько он компетентен или уполномочен говорить. Например, дуку может быть галгай чуа бех миск нахер бук дол холан рейсбоч. Са хитс машин сатуиш сагол. Сундер тан дик ду цута беш рейсбу эльча ишадеги ишца. Спорно хурка утверждение алгайш просто. Например, 2000-х, начало 2000-х годов, гасты подле царь программы, еш бичеш муицан служить тешпош. Царь фалил фоту дудер. Между ки рус бламус дешта, дел ламус деш вора. Ханс докуна уже проблемы яхтон, дел ламус деш арвал. Окерт те хамиотеш ламус деш вора. яш халу члах чхур межики халга та ю яша можожо шханя ха нах та гранатыш калкушыш гес калкушыш чобокыш вежиш бал бахар но таган хицайцер политик тагана ахлин сунна дат khoya хаш цепен бобеж на бок например ахли сунна то мала сунна дес тагана хицайцер хал тагана шан агдери да дуккан яч чтици Корана хабак баб Коран чодиш бу Коран деш формалу عاديش تو قرآن فوتبه عون فوبيت بو يتسو غلغة بوسط ناقة فوبيت بعديش تو قرآن ناق فتو قرآن وياخر ديش واتسع ياخر ديش وموات
أخ وين عياخك وحمد وين ماش دال دوخ وين ماش يزوي وين ماش سنيس وين برغت دا دوش وين بير وش بصبنا دوي دو باقنا بغد عيتي دا تخوك روجي دو إمام شميل شوين شان صندوق دان سنگ إمدل دان خوك إمدل تاو شو إمدل تا داكسر سو عما قبدي تصديش إيه هدس إمام شميل في حاجة وين ويقول لح داخ وين ورس ويقول أخش داخ وين ورس شميل بو والش بو بخدا كريبستي لقي بكينسكي تراس ديها إمام شميل خنوتك لو كريبستو حنوالج كريبستي غاسخ ثاني بيغا بيرش يا زرسي يدوشو قدام يا خرجبي صغانا خنبش إيش ويا بير واتش بوسب دوي ويز كيت ديس وي بوسب خالش وي يشيحت وي غاسقي ولي كور ولي كرز سجن الله يا خردش عن جو خربي سو اندو دوش раб не стремящийся выйти из рабства заслуживает двойное рабство. Валлахи, сол справедливо, дошаж. Ходия, например, насчет этого рабства. Там между рабом и хозяином дружбы не бывает. Жагдуашан Абдул Халим. Мачо багдукос. Багдачан, что рабы жды, что гасхсани, что все равно, что фуал, кому хочешь, маспет адагач. شو رسي عداش даже элементарно из лозерт يعني خلق والد يعني манежный площади دوتش дахчу وي дидм دوتش дахчу وي диндил дэж وي бусобдо وي баргат пачаақиёш дах дохгүй يو грузи ютилк грузи ханс гушишана гаспи аур ёшла дауат зурбашвили яхже нино свои зе тэес заппо физе ца президент гаспи пророссийский сол халка Иванашвили вариза вот Цу затянуть пя, распри бизнесмен ус, пророссийский бизнесмен грузин. Это санючие, вообще Грузия санючие. Тагана царь политик, вот что такое грузиныш. Зато народ хочет, распри сани, я не хочет, царь первый арбяныш. Попш бух арбян, распри сани, да, маст яхт ход. Тхай гуржи ада тажлилдыш, тхай гуржи мехта, да, доктор, ох царь. А вей бусоп хож, вей вообще чего, мдизис. Сдадюч дугалашк, что клетч дать. И назрановский я ее операции фуди я они бан анхан дергида объяснять да все равно ю дючкош подло напали ёх на спину нападать ты шхот ёх а фуди дезер или что он нагасан дикрети ишт гаск сани да пожалуйста да дагу гаска дагу проблема но мох бахко бы иншаллах Кавказ мох бахко ге босом дня Кавказ камаш даха иншаллах درجة حنز داغستاني قدي دعوة движение алып армия пхсагу помогает Allah да обобуш درجة состоявшийся нахбоныш цак боец ММА вож строительной компании цак дао цак администрация халган саги цак арабяна гаст шо сибиш да синагоги церкви яга изер хамадатер но синагоги церкви халятся إيش بريتساتش سرداد حماش بريتساتش تكبينو أخراني بصل بورياخش допустим كل توي تكنود سيناغوجي أخراني بصل قان وانش دا خوات سنك عوديج ور فوديج ويرها يا سيناغوج لاريج إيش ويرسو تبين أدخسو دوي نجوا شامبوش والله دخسم دم تحتاجن صار بوابي أبو إيش غاسكي نستاوني نكش بابا يسري لبوا ستركتور غاسكي بيتش شوفش إيش بوابي إيش دي ستري داتسر صار وي بوسبنا بوابيتشان ايش حن ويست حنخوش بات شو ديش انا حنقلت ويست شو اكتيفيست حنقلت ديك سوق باقي ياتر بجوي سوق كومنتاج قال ياجبش واش حنقلت روسيا حد دق ضحك شي تيرستاليات يا كافكاس كروتشي دا سيلو وتيش والله حد دق ضحك تعالوا شو دت خويا حنقلت واش ادات هو رشيس داعد او حنس داخد وي بسو بما دات وي حد ما اخش دات ياخش ده تو بريوتشي دات شو ترى شيء لا يحدا بصم نيا خماس تيات لا يخلص إذا أخو قامي عطوه نجا أحسن شيء سا أرجومنت لي يلا يرخص وياوش ومحتي يرخص يوش عاجل حيالي نوز قرآن سنس يواجهتي الله تجوش يحشى عندها إيه والله مسلم очень полностью это все и плюс к этому كتاع مدوسة نوح وسجن شيء صدق وقر حاضر شيء سه ستركتوري يبقى وان
структуре шие сасахуада шо сагу сон humon ta erhet ja achtung ta nis nasihat dinir el и та nis метвел та чок язык случай ши штат. Поэтому говорю хау Абдулла Хбибах хай догма и дат там та элир буш. При этом при всем не так какой-то там простой обыватель, а прямой носитель этой идеи хвуха. Поэтому он халадез сэр лидер халадез. Фатих Константиния, я не буду тебе включать микрофон, потому что ты раза 3 нарушил конкретно адаб между мусульманами. Элементарно адаб между мусульманами. Вот эти вот, я не знаю, чья ашмух амелдо, Аллаху алям, но здесь общение на уважительных нотах. Даже когда человек прямо диаметрально противоположно заходит сюда, имеется в виду несущий другую идею, с ним тоже мы стараемся вести себя корректно. Неужели холдуй, да, просто не говорить человеку то, сказав, что себе ты не потеряешь. Я запись хотел остановить. Дальше, если хотите поговорить, поговорите.